الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Uzmağmadıtsız. Kuşa bu uzmağmadıtsız. Oldu hayır, hazır selam. Futsikç. Hem değilsik, fıttıç. Hem üçtüm de hem üç. До какого неба подняли молитвы в солях? Evet. Ты же вроде бы понемножку карьерная лестница твоя поднимается выше и выше. До 7-го. Uzmağmadıtsız. Bu kuşa. Думаю, закроем тогда этот эфир. Где хозяйка эфира? Uzmağmadıtsız. Bu kuşa. Верхузач, ой. Бац, мётся ногче бумасу. Bir kopya, belauç beş bu iki yıkzı şala değişmiş. Бац, ишнеш зет. Allahu Ekber. Ekşimeti Davut dışarı. Allahu Ekber. Ekşimeti Davut. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Şamel bir vakajima okul kolkoz kuş yani. Vava kakan kuş yani. Vava vermiş yani. Okul şimeter dedik, kometer dedik, sameter dedik, şiire vava. Погибло Шаладеш. Бику бихажлек табеждам. Шида бля. Allah bayta olmamış. Fexbe haskışsa bayta olmamış. Şu anda aşkıda böyle teşhise bu halinde sıra. Akboğçer. Allah'ın lüşvu. Musal bin lüşvu. Habirtagu. Handin sador. Dinço işdu. Allah işdu. Водадешь мудовый, мы сура 2, 27 аят дошли. Всю святость, всю чистоту, всю красоту и славу распространили. Пока мы там еще ничего не увидели, кроме сказок. Арабских. Арабских. Рабыш, выше вот этих сказок. Да, там мы услышали. Мы там прочитали. Бойтесь. Аллаху Экбер, Аллаху Экбер. Аллах. Главное, знаете еще что? Они верят в эти сказки про джиннов, про шайтанов всяких, про Гаврила, Джабраила. Я дома. Надобял Бог. Просто охота даже называть лишь нахрять, потому что но к чему отличиться. Зачем еще? Как-нибудь ты сидишь, им разжевываешь все равно. Они тебя обвиняют во всех сказках. Гниды конченые. Ни один не скажет. Ни один. Дела, полно. Иштархала последовал. Ишт Левинов царство. Ишт Вайдаиш Левинов царь. Иди сюда. Они придут и скажут. Хаджинштейну. Ох, мне гнидыш, ну это, как не сказать, ты гнида конченая. Тебе рассказывает твой Коран, читает, как есть. Без купюр, без цензуры, как есть. Нет, они все равно придут. И тебе, знаете, что они скажут? Знаете, что они скажут? Они скажут. Джейнштейн. Хошейпн Фодал. И Дельна Алядал, Шуги Алядал.
غاشو شو خششو شو مسؤال ديلنا على توليل نفس ديلنا على مناخيات شو كيرا تودوش يحيوش خيت بوش خشي ايونش يحشو زودة تقويق شو ناخيات لي اماля لي شو сандовлиш бош легче ага но суры и аяты им читаешь с Корана как есть суры и аяты из Корана ты им читаешь как есть они не принимают бахчина худой такое объясню Аллаху Экбер, Аллаху Экбер, Allahu Ekber, Allahu Ekber baskansı. Войцер молнише, айс был молнише эльч. Игзуч, хала веч, би култеруч, хаж лета веч, дамовит. Ты воздух. Мадоку. Аниц мусега. Эй, да, хитам ждал дорвата. الخيطة جهدي شميهدي وجي فيدي وجي سكاسك شياتي سكاسك شحالة جهاد نيجادو بيتي سوني جهاد ومخل بينا مخل بيها كي تار مخل بيها الحير بالبقي نابوش لاتشا تعزر إسباي شوست أي بوست أي دويتو شرح بيح ما بيدش دوست أي دویتوچرا دویدا دابیل راست جهادیس شده مری شده دوخه شی مسو کاش دیشچک تکاش دیشچک خالق دیش شانداری نترفتم زبیدانینا بودک Салям, بیشتر вот насчет شانداری İnsanlar maskara duyuyor, Allah maskara da atıyor, yiş mahalla. ду гуаляларсо насчет того, что гуер 38 тысяч кенты дабогыч и багдотеш. Это правда? İş böyle tanısaş, sen ne noy boğutur bu sefer. ما волцикис, могол лей амаля, держи. Хажа, а как ты думаешь, я вот думала об этом, как ты думаешь, и тигр хабях швы уже искалеченные, которые вот там забор маят. Хотя у ногчи у нас психика, она сильнее, раска, голболи, добьет вообще во всем мире голбол после войны. А вдруг вот там же используется и гумшят, и хайк алхучерш, нохчах ирдос, и массу тейпан, и гумшли лошмы, бьюмобух цантя. И цабях, они смогут адаптироваться, интересно, и не будет от этого проблем шхарей. Биомусор, биомусор, слушай, биомусор, это кино кучу. Да, они же привыкли там, вот доступные эти женщины, где ну будешь сыграть. Смотри. Они в мирной жизни смогут. О, великолепная Заза. Не вели казнить, вели слово мой. Я тебе мысль дал, дома. Гулял ж беш гинишу. Хоня деньги, бе, бик шуча, била цена тысяч. И боды на царь. Лейщух. Вот это вот все сейчас с нами делают, вот эти лей ахмаля. Сейчас увидите уже лей ахмаля, и хочу элниш. Ищите гой дух цугаскаш. Синдельца богорбу. Да, гурбу цик пачками чукусарбу. Ха бохитербу. Арбу. Халка бирбу. Инвалид бу. Толк борбу. Эплин эши хабалабу. Это неумолимые процессы, необратимые процессы. Вот он кидал очищаемый малмовый аэрофуза. Шамяло малу и цун кидал бы это узгаскаш аэрогенишу. Крестыш луш, ваш луш оранж, диш, дохниш, деш.
А ногти сидят и слушают, и знают прекрасно, что это сказки. И ждут сами, тюрьмы ждут. Allah, вы, nicht die Türmisch nicht rausschiebt. Sind wir schon Allah sagt, was raspisch, was Allah jetzt einig. Allah sagt, лейму, распичи, лейму. Daran geht es schon, hei, eine Ukrainka. Я мусульманка, боже, воинцок душу. Что он по барабану духе мусульманки, Аллах. Мусульманка. Ну и что? Ну и что? Я ночью умошу, тогда зима кёрча алдык. Кем бы он ни был, зуда тага, если у него есть хоть немного мозгов и здравого рассудка после того, как ему все это читают, как есть, объясняют, передает. И если он говорит, все выше льву, гумаять, аллею, Zonder Oshmoto, это факт, это халхет наган, Ишмаэл, он, но дек дукас. Бусал тага, это кто бы ни был, щенху, дича хэчхала, сдающий букус. Просто на себя посмотри в зеркало, скажи так. Он живой, ну, собусал рубов, значит, что сенху, дича хэчхала, сдающий букус, просто посмотри в зеркало, скажи себе это и иди дальше гуляй. Просто признайся самому себе в правде. Помыться Богу. Вами манипулировать не будут хотя бы. А если ты уже согласен, чтобы тебя вот так вот с тобой играли, манипулировали, подставляли, тогда так ты уже признайся. Никого не надо, так сам встань где-нибудь там, где есть зеркало, чтобы никого не было. И вслух самому себе скажи. Это называется психологическая терапия. Так, посмотри, скажи, собу солбу, ву, что тише Аллаху, ву, мы с Гаманцем поймал, ву. Значит, ху, адича, Сейн. Хэч халаэз. Горючий бухса, его. Просто улыбнись себе, скажи. Ну, я такой, что поделаешь. Иди, живи дальше, наслаждайся. А если ты станешь, посмотришь на себя и говоришь, так, записал, Аллах, цапвеш, Аллах, актиш, Аллах, Бог, мы знаем, тут поймал, обл, телети, гусу, ху, адичесей, хэчала, эздамешик, гусу, вац, так, сон, нохчу, альтаху, так, сон, нохчу, эс и цер, Аллах, сон, муж, Мехмед, цер, Оран, цер, Сура, цер, Аят, цер, Сунна, цер, Хадиш. Иштхарчадин, дуй в узелок, туда, в пустыню, пески к чертям собачьим, и туда к русским, на болото. Давай, Ваня, держи, вот тебе ихван, родства не помнящий. Шариат, долой, успокойтесь. Жить будет счастливо, прекрасно, с трезвой головой на плечах. И думать себя, сам дать, просто надо себе признаться и все. Ничего страшного в этом нет. Сама дальше голга. Да, холкума дальше. Да, а холкум дальше. Просто посмотрите эту молитву. Это первые 7 аят. Это первые 7 аятов из первой суры. Ты сидишь, бормочешь всю жизнь с малых лет. Ты сидишь всегда. Ху хэпал до всегда. Ху ниц буцучуа. Ху эйлум дуалиш. Как это ты можешь здоровый наксанхакверча цаум дела сидеть и говорить, от скиншка, ховдунича, до что, эймду, значит, ты полностью отбитый на голову дебил. Женщина ты или мужчина, без разницы, он ногче убошен, он ногче Ватсон, он сила, он ногче Ватсон, он хайдей мох дехкан, хайкам дехкан, холли амаля, лей юм килу юм хахла. Zonder kilosen liel schmunzer. Kilosen dawe etchik, da yash, hadil etchik, ha yash, şey nanoi, şey de hizbuish, şey çur yurterna hizbuish, ne machchukush, boyush, liel shtukhoy, wait ya, mussu aus, şey lu adbesh, ne machka yash, ne mach boyish.
noch чеком Сигаич, Белуш Мутару, Сигаху Хайком, Сигаху Саатяхай, Мумадас, Холгу Мадасис, и Кипом Шен, Хабула, Шарабия, Твахен, Уэллер, Сигацапа Гилдион, да? Халатиш и Хора Хатлатиш, Мажер Шсани Хатити, да Иншис, да Инши Хоран, Вам, Холгуис, да Цапа Бешица, Хули Хоран Халини. Büyük hiç бачиш ногти матагошниче ласка матагошниче. Усолш давуш хич hiç батскина утсу гылгы лохуш. Хылца хич элиац düş на баце киегадин хая этанил арбу моха муали бигдиш вами шарик. Эш олкуча ма хабио бадби. Иду дек дуктис. Шавик тиашул чакверкан. Киегадин хава это нухтер имело мол отсмет это телевидение чашек отсминберт и велик. Тикш диш чаквелик. Жопных дел мастера шмукуш, жопник шмуку шабиш. Шавик педофил, мою вот арбу махай арбу. Цундер царбу гдиш, ладух царь. Значит, что, пашется сослушаешь, ухуш, надо пробить, дать задний проход, анальное отверстие. Ах, хинца, сюк, ну, хочу бегать. Ага, хаву и бегать. Он эти хушу, он, а вот ага, мечау шумал милый, оранжев, сура, чаешь, не шаришься. А лишь милхо молли, чува, 19 сура, 17 аят. А, вот тут сейчас, видите, у Джабраил молитву. Аде, Маремин, я Болгаш, Иса, Поймар, Войчи, ухамял, Руду, да, вишь, мой цадюсь, да черт с ним. Как говорится, шайтан им в товарищи, и Аллах вместе с ним. Сам даст, он хватит даст. Даже сам себе вопрос не задаст. Вот скипор, на всю голову мозги отбиты, бухой. Бусло бубошкой. Разум затуманен. Разум затуманен. Отбитые на всю голову. Дебилы. Их о... Эти хамил шляхцев, я так устал от него. Я же говорю, Валериус убежал, скотина, подлая крыса. Я же хотел к нему в монастырь, но он скотина соскочил. Тварь такая конченая. Чего чуть-чуть совает. Ведь да, насуметит. Люешь и карцевяш, люешь уксу. Он хай за меча, Валериус. Скотина, да, це халец. Он монастырь уволилась. Он православный, яйца. Саха, он это, ну, надо просто проследить, где гуляют вот эти вот гуериш. Хасбулатовские, Завгаевские, всех предателей, потомки, где гуляют, где шастают. Там и можем найти его. Варь, да, я он. Валерий, если ты меня слышишь, будь ты проклят. Скотина ты конченая. Я иду за тобой, из тебя всю душу вытрясу. Где твой монастырь? Ничего. Я тебя жду, ищу. Мой монастырь, ищи, Саляв, он монастырь, надежный, Яхтхан. Они и своих хозяев предавали из поколения в поколение. Шмурдюки, букар шмаю, швейнюка. Поэтому ищи свой монастырь и отдай им эту перхоть, как ты говоришь, оставь, которая даже русских продаст. Будь они прокляты. Будьте вы все прокляты, кто продает чеченскую нацию и кто упивается ее кровью и шикует, который радуется, создает вот эти вот баллы всякие. Будьте вы прокляты. Это я говорю специально по-русски, чтобы и русские слышали. Будьте вы все прокляты, кто шикует на чеченской крови. Как же вы ее губили, эту чеченскую нацию? Просто если задуматься, конца 17 века, как вы нас убивали, уничтожали, русские твари со своим исламом, со своим арабским исламом, со своими мулами продажными, со своими вот этими вот священными книгами, хуранами, которые вы бесплатно раздавали, навязывали чеченцам. И сейчас тоже продолжается. Да, укаливаешь сами. Вот светскую ночь, да, вот ног чуден, укаливаешь. Вот светскую ночь, да, вот ног чухома.
حبيلو أصنوفش مخر حبيلو أصنوفش حنشكر حبيلو أصنوفش لانشكو حبيلو أصنوفش خششر أصنوفش تاتلشر أصنوفش ميدنشر أصنوفش شير آريشر أصنوفش آقوش أصوي مخكع يو آقوش حبيلو وديلو يبوي دال كل يلشون دال كل يلشون مسارنا إخاهوش تحقق قرش بيش عشو لي آمل لي شو أصمخر ويقوم بنايوري دال كل يلشون يو поедук дала кел йоль шун его кудуй сэрдам вати. Это значит нисонская лёйшун. Каждому, что было по заслугам. И ногчи мот бушунес. И ногчи мот цахашун. Арбой. Белгабёш. Мухабаляются. Проклятие насылают друг на друга. Оуши халава. Шу дюш там баца кик. Арк шумаю шу химу аудишу. Шу халкля шу айохум шячу. Шу муха ячу шу крич да цунде. Ишта оши. Ишта просто шу нах яц. У вас нету чести. Я хочу был сидим, у вас нету чести. Сидит, шу нах яц. Шу дат си. Шу нох ти дуашай англия шу си эл. Шу нох чи комю эрцахач. Нох чи си мадициш эш. Нох чи си мадиц эш. Шу и дат и си ундяч. И си хуюха акитам бачу. Цундер арбой хум халяц. Муха баляется. Мубахаля ем. Мухабля олчунас. Дастам дох. Что еще хлиптерам. Оуши ваху еще и зудри ха балбой. Зудри ха юту. Зудри диас ява семейный. Вахуши. И нишун абу хамс бошил. ФСБшный гнидец. Доки умару вошушулись. Дел на аляцум да вот. Мубахаля я шорпес. Часенил агентом типа. И теперь арбу хумдушунис. Пейтбочна, мобующий арбу. Лаиш мою на самом деле. Хажиш царь, шую я. Ну ладно, иш тхаларбани. Ваймацебо, шхалбобиз. Это шейца ама люцерест. Иш бетечиш, это такие же, как немцы, французы, там, не знаю, афганцы, пакистанцы. Так, цель мухалят, лишь, ну что, в Северной Америке разные племена там были. Апачи, иракезы. Цель мухалят, лил-то. Какая нам разница, во что верить, если вы во все верите? Цель халати, цель делилати. Дали лишь тоже, имекштара, музмамудин, мюзлят лилодует. Сумбер цуэра мубахаля йокца, до такой степени нахясли арбу. Зудрил ишлахуч, я вообще сердничаешь. А ногчиком и ишта, ногчиком дал хелюну. Да, мисс его, буцунцаницун. Весь ценотел Кэлли, пускай Бог тебя накажет, рассудит как надо, по твоим заслугам и по твоим грехам. Ишь бу нохчему отхаза, бу цена, бу özда, бу сила, бу нохчихум дутнис. Нохчихум цаха шум цалил дошик. Нохчи дац. Что бяхчи дац, что нохчи хулил дац. Нохчихум адя ушел, так нохчи хулшвац. Матбич, Хаскрибухин, Сюли, Придеш, Придок, Эрниш, Вопас, Аренс, Немцу, Амбо, Новчимат, Архачет, сейчас Диас Ялеш, Туркша бу, Новчимат бич, Арбой бу, Новчихум левуш очи, Новчи цехоль, Дух бугинс, Новчику бошлиш, Эль Француш бугинс, Новчимат бич, Миш буш, Австрич бу, Англичанш бу, Новчимат цехоль. Хирбац. Eшу адичи хирбац нохчи. Хилил дац. Вот, хавет ношен. Хажол бастион хавет ношен. Халатил бастион. Хажли, что меня лхос умшница. Бастион истхоло. Удуш мумна. Яйцо нохчил. Елхон мухабля. Хажол лобило. Бастион истхоло. Ума, худись ба. Худиц, нохчи хумдиц. Нохчи дуй хумдиц, дуя. Вообще, чего, дыйца, он дыйца, ну в чем, пасти. Вот, хавет ношен, да. Коранчу, сурач, айс, дешчи, коран, хинцет. А дело, дело. Хыгу цама хобу дештаст. Вот видишь, хавет То ношен. есть бабу вставать. Хавет ношен. Лей амаля, лей, юху, что сказать ему?
Вы признали. Пьяный юртаган, да. Иди Вот похмелись. видишь, вот ишу, лыж. Сейчас дяшник на дом, вот они вот сидят, эти гниды конченые. Да, да. Задние приводы, говнюки, конченые, Да, педерасты, латентные педерасты, активные педерасты. Лыж, иди похмелись, Легко, сейчас дяшник, Хада пидорас. сейчас дяшник на дом, амятся. Вы же шныри. Лэй амаля, шныряешь, вы الدنيا كالجان يق Дела بدرس мам нахуй я. يا Нахуй غوتي я. ناخيات Да, والله до такой степени تا нахуй, قرايات تا мулю. الغلق ولا Вот, تا вот, القيل داول عم العرب يوسل عم كده يا توسطن ده بس الخلق ولا كان عبدالبيل بناش نريش تا Del الغلق الخلق ولا ولا halkı اتز ده توالها вот продолжай это Sises слушай. yakın onu. يوم Да, اللي Я sises شكر лучше. وخوش عم مصنع Иди на يكش долго ищи, тебе кук такой шныряешь, если هيا даст Üyüpsen, лей. قوي ده حيقر üyüpsen قمع çok iyi. دقة Aşk ديش Гниды, bozut. чё هيا конченый. А القصة ты Sarı. салта, мечаду новчика, знаешь, что это он, да, царь, ведь он? زكوان دوك Üyüpsen نوشي dalec قام aşı. دايا Üyüpsen dalec aşı. Selim edemi А balta. это вот Malak шнырь, valla. а Alkışın. шнырь. Adıytsal şnir, adıytsal şnir, adıytsal. Azdan boy, dan eyla. Rata geç. Вот, Göçet. а Üyüpsen кверху aşı. задний голос, задний прибыльный. Кик фумью болосо, качала ишли. Hada yürüyüş. Качта Hada сыркуш, yürüyüş. кик агил болос, Hada кик сусол на o кагуи. ortaya. Я Ama цала, o da Allah نوختر я دي شوف цала. مدك بلاد Allah я цала مدك бастион. ونوختر А коша духа العيال коша, да, Hoyulay, качала ишли. hollay yarinu, Кик hollay дух. yarinu, Леймана, كيتيا лейш. بلا hollay فويا Кик yarinu, дух. عيش Хамади, hollay ламаз я yarinu, швоя. Ламаз я швой болосо. hollay ودي yarinu, دامو kaytarıyor, hollay آمن حنبو yarinu. أنا حاوية الماليات الله آمن يريو أولى حدوتشنا الله ودو يريو شوية حدوش الله يشيل ودو شوية إيه يا شنير ودو غدو راتب تصدو عبير Hırladı أخلصت hada ولا وأنا alas كنت asası كيرا yolu. كاري لا هو كما بوش داوت نوكي عوالي ما تا بيجي يكي وشو تلاش دا يلو دراس شو تقول لي دا لي خلي دا يلو يل شنير Sen وده ne يلو var كشو كيرا sen bak. كما يلو أيا كشو Alkış جديدة ona. أريال شنير كيغلو كما يلو كيركو زاد زاد Alkaş, بيجي دا يلو أريال بيتش alkaş, شنير Учаика alkaştı мы böyle. даем бич. Alkaştı böyle. Да, Papiyani они как он iniyor, дают сейчас, papiyani мама, iniyor. огни, Papiyani огни iniyor. дают. Papiyani Я не iniyor. шуюший русский вот Hapapiyani нож. yeniyor. Огни Kıytırıyor. дают эти, Hapapiyani распиш, он yeyteni. так, а чуть Anagulin o. молодой, и их гуцер, он Anagulin щищ, o. эти, русский Anagulin o. вот Papiyani o. Kıytırıyor. говнюк хамерил. А я Hapapiyani куча nagulin ика o. здесь. Да я его аре, кучу шнырь, нексэн отсама да бошчу кичется. Хочу эл хамерил. Hapapiyani Гнида iniyor. хамерил. Kıytırıyor. А пьян чук Sin, ярча. sin Ламаз для polkat. шу босик. Sin ti Шныр, polkat. ламаз для шу босик. Ламаз для шу бос, Sin, шныр. ti sin Ламаз для шу polkat. бос, шныр. Истина Ti куча sin ека polkat. целиш. Ламаз для шу босик. Ti sin polkat. Ламаз для шу бос, жапло. Ti Ну sin как, да. polkat. Ламаз для шкит агю, я цариш. Он жапло, Salas sin сокет агю, polkat. сокет дойт хумлю. Ламаз для шхаля ФСБ шнагас, кшьяхкерил молан, абин бош. Tohudu çoğuşa liş kiyet aygusa ali. That's güzgün çağcı. Dayalar kuşur mund. Hapian kayet tanıyor. Sin polkat. Опьян кью хайник кача, шупьян кью шулента дуцига адилан шев. Хапнишмиш лиш ишу. Бичешеш мэйру. Sin polkat yo. Юмада симпелка. Хау ханкалатига. Хала ягач лилуш ухоца. Дина буса. Вац алота. Платя. От скобия чмилю. Hapona Бустелла inanıyor. лилуш ухоца. Papian yeyten. Анахия чуя. Bilda manahia çuyu, magezri şu malay şu. Ayırıyor elden. Mayes Üyüpsen çu dalec. şu. Smid. Ayana da gini da Üyüpsen hamayro yek ayırıyor yek şu şu. dalec. Pizza habit noşun davay. Pizza halatu. يلا عوالي ديتا بيوسكو Bana otaget. Hadis ladu şu. Hugdi ta otaga mes bole. Açmani tiye şu mu kelime Davay yana davay apus davay. kaytiye. Hadis. Olamaz diye şu japla. Olamaz diye şu yat. Hasin polka yu bo. Olamaz diye şu yat. Hasin talpı yu. Hasin talpı. Olamaz diye şu yat. Allah şnir.
حدا ميلوت وش حدا Куда я Айлемыз Узлам қадеш здесь или уелет әлі жуапло еттіла уйо ему حسين طلبي Деш Хуя, хумуе тәні хек. гире дәддәк حسين طلبي Вирешеш Хек нейру хуя ха. حسين طلبي Киек дойт حقوطن Хадай قوطن قوط يو Хадай Сада, язык ха. сада лита, вич, осада вич, вы дилне алета, шухилтан Ах, я хада шаху и чхумна. Сада вич, санана и цедей вич, саночи кам вич, и Попидараш вич. ит. Давай, ногчи шлишу, حبيدة ногчи бицеш. Шуламас дешки арчушу, я яцали, жоплыш. Хамича ти ала цнауст, ты бог ты борча стресс, доя хакуна эла. Побардира, что пидорас моя, особенно нравится, они поймил, что ламас Хакуна дешки мят арчушу, хайон я ала, яцали, садах ты жоплыш. бог кто. Ламас Бахтел хайон дешки мет ала. арчушу, я яцали, Вала сужини, Filma шеместик boş этот. Шитен дел да охту. Olamaz gerçek ya sarışın zaplo teggo ya zudyo ya teggo ya pideras diyor zaplo uçak sovi deviti. أبخمل يستازوه انت David sana Taşın diyor, davul bir etti. sanokçu tam bir zaplo şniryaşaş mayro şu koş ne yok uçak da ne yik hali يا لوط عجيم أبخمل يستين هي عجيم أخش قاسم أبخمل Schnür, jetzt nehmt يستين die Churro, das ist kein Galabo, das ist ein halbisig Schnür, Hamero. Hier شو geht es, تحقوسان Schnür. حتيقوسان Wait, أخصر I'm on the يوم way. أبخمل يستلوته Видишь? А это سن бич, Hamero. بالكام سن طلبي تسن طلبي Вот, ага, я bin nicht nach an Leo Metron, das ist Schnür. Schon nachher, schon die Aktion, schon lei einmal, ja, lei schon piderass, schon schämelisch. Elo, schon bichesch. Schon камелдует, наранее, камелдует, nachher, Dinge конченые. Сак мациш кучал, я шашлама сдешивал. Харылся, вот что жопт лышун. Шашлы щелкает, сам хама эс, вейху иду. Овчи ома шаш, боизни хама. Сак мациш, я шашлама сдешивал. Сак мациш, я скучу, шалама сдешивал, да, сокик дует умою. О, эйр, сак мяц, кучал. Смирешь. ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله. Цар Худо, Нана, Ючерю цар Хахта, Ючеру, Хайдай, Ючербу, Акам, Ючеру, Шашляшный, Ючеру. Ашбацуш, Шашламас, Дешвел. Хахуч, что сутка. Жаплу, Шбацаш. Истрелу, его кика, истрелу, ламас, Дешил, яйца. Аталамаз, цавуба, была интересно. Аталамаз. Кик, хумлиет, я чувствую, точно, яйца, а в кучу дери доца до хашуца. Ну, о, яйца. Соламаз, дешу по жизни, да. Ну, А хомяца. жизни кик, Подел, может, кик дует, хагун тейпон тейпон. Хадюза ша, як подряд дёкшу. Чек хазуда, хадюзал, хада, ханен, хой, бисни кучу. Чего шнель? Ничего шнель. Едмаедо газ. Газа юшул тюлш. Шу янгизели юшул. Было, кучур. А уй ламас деш билал. Да я Сабырде бастион. Уламыз де шу суал гастха. Салам, саламыз де. А муз Махмад де тауй. محمد صلى الله عليه وسلم ثم تعوسوا عيرد هم مش مديتا حيوخ بيغموت بيت اش ازدي Муз Махмад. Фудичо, фумадиче, фудичо, фумадиче. Сабырде ладу. Зёв, дон, я цууичеге. Сабырде, бич, шнель, бастион. Он асоциал кидует хумю, признается дин, далил шо. Есть махала куча. Шнель, задний привод, кверху зад. Билаль, так это Гандон был. Билал, может быть, проснется, Билалец молодой.
Bilal, hajol muzma madui, Aisha إيش yıl noyuş, ما so إيش hize تخزيون yani. في إيش ما يقولها إيش ما لي حي كودي أول شو ديار أول طيب أول нормально выстخل نجس хэнхо Ой, в жизни никогда Böyle нормально de iş koş. испекал Ну, bayıl шумятин. bayıllar, ey. Sверху за собой, бастион, кверху задел, кидывает у меня признательный, аж собой. Bilal, muzma amada Aisha için uggır hamizut Khadija khılı, Aisha khılı, Aisha su iş şakaç. Tek amala zut kipa yerzin. Zudüt suna zu ya ina fatin boş. İhama ham kay. Şu خيجي إن حاجة ملوا حتى سلاف ياتا نخويا ياتا هو بقي شو بايدن وي سون كان بقدر يعيش حين أولي أمريكي مويا أولي بايدن كيف دايتا digno молодец. Дити музмама дишунат, дити давати. أولي أبريك أوش بقي شو معي أبريك شو موش كيك ديش عشان ده حقوش هاتون دوهتش قوتون دوهتش На самом деле, домато на ушаба дяти, давай. شو بيدراس شو بيدراس شو إيش بيدراس شو يلد عيوق شو Пидорас, урмат уже, ушаба дяти. Хузаца, Avans. Sun fatimin ukuş. İheyzer di çualır için das bakış sani. Muzma amadvat. Ya fatim ya угар цун язнил я цун хейдер инцестик махлык тому же. Ага штаха цун музмяма, блядь, лишь ложь. Ешеш мои. Цер хыш бу büyük hokar hada nan hade da şemel hanokçu kam şerik yüzker. Şey şef şliuste guş da eskan das gör huzaç. Ets vay tah raskış davot ne talenta borsa tükük. Почесам қарқадуша, ленти чуаш, отсигар диас ябыш, ханкала чуаш, цигар қарқамыш, игадыш, юнешен, ишишниш дац, чук бертич, озгасхыш, лил шнырящуаш. Каш лилуштик, на лилдым, атхан. Сачи эрнишеш майрил. Даца эрфцы долкар, бях бабил иш, новчу коми, гладума, бошерде, интер дол ала, бихардо, амбоду хок гаскыш, яхилюл. Лейшец, царь бог молодец, мусор бил бог лишь. Хотел лишец, а шамадер дацешер, дацадул, цадул, цадерс, ухсахульцуна. Шамадер дерзен дехан, ойхос, бог дек дацеш, цадул. Киш даал дисер, химух, ты там, хочу, бил багаеш, муха бля, муха багля, шаегеш, мухош. Хавит нашун, хавит, дава хадицу, Байденом хухулир. Байденович Мило. Английцам Билал. Было любарасу, При чем тут? Ауич, Байден Денис, Азин. Байден избрала мать. Жага да. هو أمريكا بريزيدنت موت بريزيدنت واتس Ну, Дональд Усахайн, Дональд Трампу. أقتنت بيركو Вот дегала. Стих малон. Питер Верцетиш бош, лош мусу. Ажа, музмама, двадцать. Поема рубоши. Музмама, двадцать. أس مرزو بيدراس يدق Ну, совита. Если музмама, что будут? أس بيدراس يدق Рабочий, дикладон, хилита, пидораси, допустим. Ну, ахсон. При этом лайк следовал, пидораси, это теля. Дикду сихнул. Что при твой бог цанишь. Хазбах шбалыш, от альбома-то дарил. Если лайк, это пидораси. عييت بارمون عييت Ладно, хайониш пидораси.
Ты пидорасом, шуши, ей хасу, тахашуш, маца, хита, яца тиша, дышу. А жалуется, мы знаем, Алтушин, что мой. вич, арбу, лей, Без камел деш масол. арбу, лей, вич, а хосун Чмуритё, соу, хосанек чмуритё. а хосун соу, вич, это, юк маляла, хочу, ехать, кверху задний приводный. Бела лосинец, критом швабуш. Бела, мы знаем, вич. Dik do so esek muzgamad uviç has yedre so uviçu. Ажал esek muzgamad, ha muzgamad arboçu te avaytan. هو قندونيو Hasan bol هو noktiçu. قندونيو Ha da. هو Dik do. القبت دعوة اللي شو Yo قندونيو yo. Hayo. Hadi da قندونيو do asan diş. هيك اسبولزون Haydi da de قندونيو so etişu. Dik do ha haydi gadiş hayt yavaz gasqış diyiştik hayt aliyoşdik sunt aliyodumatiç. O batis. Ажал esek uviçu muzgamad. هو А بيدر hoş yok soğumuş. A esmek. هو بيدر Ha dik do sokat. Ladoga. تلو بيدر Ladoga dik do. Ha dik do. Ажал esek uviçu muzgamad on. Muzgamad. هو بيدر اساس ما سوق هو بيدر Ha dik do давай. Da duiç hoş. Küzgenço hacı. So muzgamadı umta hu öyle işte. So Havone sütsak. İşte telotya işte. İşte priznаться дешь. İşte muzgamada kiyegdoyş. Vel arbo leyu. هو بإيده Давай. Muzgamad. Ладно, ажал дела. Ладно. عيالا ده الله Давай, يوخم ладно, وسجيات بسم حقونا هيات الله. مزمع. سجيات مزمع. قيتيا مزمع. قندونيو مزمع. بيغ قندون مزمع. ميزيها مزمع. قيتيا مزمع. حتى فرسك ياها مزمع. هيدا القيد مزمع. حبطن مزمع. الله هلك ويلا مزمع. هيدا مزمع. الهلك ويلا مزمع. 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 حديث. مزمع. اسحتي يخشزون. حصل سوي شو سوي مزمع. مزمع. حديث. مزمع. حديث. مزمع. وضوح شلون حديث. حتى يقنيس مزمع بابا. داويس محمد بقرتو От идер eşliyoruşduk. Rasqış diye yaşreten. Das rasqış tuğuştu. Gerçekten ol nohçuçun. Bak gerzde eşliyoruşuk şulayış. Manahiyatçıyı. والله هون تو درنا بعد نوت تو والله tuğdu. Hadi eşliyoruz mu? Hakika düetiç niye bak gerzde eşliyoruz. Ki doyton yok akıyor kızı. Tuğdu. Hunsa tuğdu. Tuğdu ağrıyatı. Mıysa ki gıdın. Ahiyat şnir. O tuğu geç mi? Uysan halarlıyoruz. Сутуши, мотор, دينا دعوة خويا خارسا بوخش Сутуши, самода, дай, мотор гадиши, хасун паскиши, хасанил качи элет, داويس хитам пьяновый, аху. Со кибеш будет, сен халгаляш, геш, диктам, лейш амаля, лейш, киегдует, хумшукшу, поедушу. حتقول عصوص دي تعقونا إلى ده حيولا حتقول عصوص دي أحسن شخوق آلن شو كيقل حيولا قص حيول متك حقا أتيك شيء حيول متك حيول متك حسيت خليها حيول متك يو رشيك ستتلوش نوفشكام حقونا ميات حيول متك نوفشكام مدر راشك ستتلوش حيقول حقيقة ستتلوش نوفشكام خزيون إيه لدوشي مصر كيقل بيريرو حيقل حديثيرا هتهين شو ده هتكيقل يوم تدرس جولز وشو مياه مصر لا حقيقة راديو هاي سيريوس جولز وزدي خيتة Nagen gersdete hoftet kriets. تستيهم جولز مياه سو خدمة Nagen تستيهم جولز gersdete مياه hoftet krasimo tüzdetse diye şu haykige de şaliyşkle nagen gersdete hoftet kriets. داويس حبك جيرستوخ Aşanyo pidereş, serkal kunan داويس zerim parçalı. حيول متك هيدا Aşanyo pidereş dikişti. Muhammed Şirin. يسجل أسرع وقت Şirin أسرع tane. أنا الجناح Bizde ya. Şu senyo pidereş. Bu şu yubo zase şer yani. حقيقة هاي ميتشاي Es noktis bode gersditten. هاي ميتشاي حقيقة هاي بيرشيا Hiç bu. Bu noktikam çok lurda, sıvahta lurda. دعيالا نحكي ديكا يا نحكي مبيتا Allah diyetli federasyon. Peki, Allah diyetli işte aktivli, pasivli şeymen o federasyon. هم ديكا ميوز ميلو بيدرس تختار تاخذ شو نيوز جايات
царя, юртунден Апусу, явус. жболзиш бука дина мусор. Болшума доча чуйо, екшма йокоша. Ира, Сун хамали. октахар баттан Ало, бихазаят. ало, чуйо, ца хикун луи куча ашик. Хамича уца, Саки сани, ямят хайок чуа, куча. хасну, Хайок хасну, чуя, бидара, да, ци, я, митче вовче. Митче вовче площадки, я, шлиншук шикигаш. Я, шлец. А حيوان вовче, я. متكحالة هم قداقهم ديت ده Ала, تشتن о, ده يسقوها حيوان Ало, متكحالة идешь, Делала, кыздыйса, давай. حيوان Давай, متكحالة мы يتاز мама, ناس تبغى تكون Иши, он надо нигде, не ما мама, ديال ты ده гяса, مو я. حدين Не تهاجر мама, ты гяса, جندون мой хуя, хайда гадык, хаймуз мама, да суммы, давай все ханди, пошел нахуй О, давай. Да я мог, да, садись, шнырь. Я решил, иш, духсы, понял. Сейчас он я, иду, делом, и ты где это, я. Иш, тюхка, хочу, Ja, honeerde die idee. Zou onze ruilen als ons ruilen, jubelse ruil, naftje, steekhouse, als onze centra. Moest maar de SMB borsta, hier was de gailenza. За беспонтовый путинский проспект. От стейкхауса, аж ухсо, дается стейкхаус юж. Соседил дать, сколько уже, шлях, я дал, да, уж хотел ура, а куда уже усо. خزين صابر ديات نورمالنا جوست خليتات هم خاتتا А صابر это ديات нормально, ты слушается? واتر صابر ديات هم خاتتا Я бы لدوا это. Потому что да, какие-то швалы ходится. على حسنا أمريكا ويلم خوشن حيوان متكايل بروستش تك أمالد شنو استويت قولي سعويتنا سو قزع Спасибо, что ты وصبري ما Россия, تعالى حاجة نيت Я там Ньюсла, ты ساعة можешь быть ليكي пассивный, будешь активный будешь, ходиться. إيش سالك خوت بدو أسون تهوش موبو تك سالتان رزبرات ديك دو أكتيف باسيو سون صدوزي هونش ليش بطل تبغى تسوى صبر دي هي إتنقول شنو غرتيا Ладно, Билал. Кун бахтиш басун ты, вот Ну, какие-то что лосом, говорит, кун бах. камел, хай чокуна, вусова, мы просто, кучу дешдул, камел, да? Царь до хаж, место сюда газана, камел, дич, аз умел был нахан, алха, камел, да, салям, горчи, алкан, халаз, шидашти, чакуя, ши кучу олыш, Бывает, что их я мэр, дал, малат, я лаксу, это не, дабо, что их мэр, вот, что кюршу, что мэр, вот. не, кучу дешдул, камел, я дал, да, уна вас, аз Это лайка. иш, я смотрел, какие там дабо, что мэр, малат, способен, иш, я дал, да, бог герздец, сен ига, да, шли еще, молодцы. فقولات أخيس ليه دعوة قمل دعوة سكتة وستأخ حش سيون No, هاي es bordek du så mer vart så turpal for wo som att bove så kurs wo es tilets es obel do es gere wo så kurs wo es achritsen så ist amor wo ona tag wat mer am budu bordek am du إذا كنا بريزنا دقة هاي مور حويتي da es ist nicht بيت so موت na بات hasan hastig ist حين لوك jetzt حين müssen wir لوك mal ديتي شو حين لوك Ладно, تاق ديتي Билал, شو تاق музмама двадцать, его да, музмама двадцать кого, того. Инц музмама двадцать, музмама возьму. نه هنت هاي بريزنا ما دري هاي فوقونا وهاي يلرا Да, не, что Хасан хастик душмат, бог, نه бог. Es جابرية odakleakitan, raspiš, هو atleakitan, es ديتش boš هنشول ده دي gertu هنشول was ده bo, هو ديتش هاي bog, برشات يلطون ладно, Раски عيات يلر духу هاي ближе, бухтун, хома. Раски духу Раски нормально. буку ближе, буку, да, и буку ближе. Хой, бля. نه Он بس Рачи, تيون абу, раски, بس раски. تيون а حاجة он будет, بس تيون раски, شو شاحة ما يلرن он будет, سوق раски, что ميلبل سري نا bila, я говорю, бастион, он будет рачи, он ближе, хайлов, хуэль будешь, рачи, хайки, дина, хаки, гадин, царахет, будешь, он ближе. Раски, что это аючи, он что весь ночь был, что что халасы, лита, адешно, поймя, цадок, цанна, раски. Лица, Это, из камя, ближе, да, бубо, цадок, это хайки, раски, бубо, а это. бог. Ну, Да, но ходите что цель, хочу халасы, вообще-то, ой, хозяйка, я че, лоял, Дивіться, граски, ходиться, будеш не то дивіться, сам ладно, добре, ти сам бах, даєте. خد سابردي ولا دوغاي ايه بتشارب لك
تروحون قاعدوا اللي Они يلشوا там ايش لازم какие-то كيروتي комедии, они целую شدوا шутку. لا شدوا على Раз que шубой, кира комедию, хотя царь кубо, дитя учит. راست شوية بوخ خيتي حسن يو كنت شارشي حسن دويل من ديش كشير تتسير بنادم ما Раз تشيت que ولا redmi больше, слышишь, подавай, раз que ودير подавай, ценник تعبير. حدا ويقول ثاني حقون تعبير تاكل أغاسكش ثاني تعبير أغوية دودو تغطو كيت أي براشلين كاميرو شكير أنا بوخ شكيت أيوة. مياس وقفني كاميرو ميري أغاسكش حماق شو بيأكل هير تعبير إيش حوايا اليد يلو كير خوزا كيد دو تخمحوش ليشو إيش جرش ببوق أبوغي هيدل الببوق أبوغي تا проблем нормально пацаны что أخوتيك أدنوخ ما تعدد بتوتاني قيقولي ما كير خوزا كاميرو ديتا أدنوخ ايوه Un boš ba noći. Raske čudja о što اصلا je iz نوتشي boš بو buka ايوه buka. ده Ovo, a stavra paligoj, ce ki kwatala ce. Ce ki kwatala o kira دوخ kamelu. ايتن كيك Wa duh kira ce khatsa mu khatsa kamelu shefu shesh gawni tishkir kuzech. راس Uzmano. نوتشي ويتsa با no حسن يا هم شيء Uzmano de pakloni shesh buco yuboš viš. Yash mero khichi elish. شابوش لا Oh, bas yo adis to kanilan da uyo. Allah you. Hey. Allah you, Dina Busan Garas is Dintish to lay you. Pedro. Allahu Akbar. يروح جول شويت شوية Oh, Bilal, dit wil iets van. Wat doe je? Das Geschwür, Schutze, ich konnte noch zu زمان ويشوف قطع بعد تزم تطوش ده تعبويد بعد شروط راس Молодец, молодец, да. Раз Geschwür, Шубила, Шуша, Бог, вот, скажу, герой ملت صباح именно حي Герой умный, герой умный, герой والله ايه لا هو طبرك صحيح او بديستم تقيتون تاينول تناور نيشيا جول умный, герой Музмамада. اهم حي خزيان اهم حي وبشي دعوه قرصه سقونه هوات سقير شو ستروسيو سسجات ما جو دعيش حي كلر ديتا Ja, es docek dyč, malaci su odsendēts gāzkas tērlēkam, ne tiešu gēstu. جوستيب يوجي دي بوك بوبوش هم حيش جوستيب بس والقاعدة دوس يريد أمريكا سويتر Я объективный. В отличие от вас, пидорасов, أمريكا صار я حقنا объективный. قبل عقيدة شو Я أمريكا объективный, я правду говорю. Я не вру, я не сочиняю, я говорю, أمريكا نقنولي بوتين وي как خزيان بوتين وات وتسو يريك حناتا يوروبا دراكم وتنا شو خايد لا تسوق زويلو ويوش Бог войны выгод, Путин. Ну, видел, وات بوتين باتشا ورسي باتشا سو ده حق نخشو Да, كيتي а حناتا подчавы, هيوروبا دراكم подчавы. وتنخشو Музмамады, подчавы. هذا حامي وديتا تاخد رابش من اخياتك كذا حامي وديتا Президент لو Мелода. يكون شوزي شوية حتى يوقش لا تعبوك بيش حديثة عملو ودوا بوغ بيتش ديلا بوغ بيتش ديلا بوغ بيتش هون مو لا بيتش ولا حديثة بوغ بيتش باشنا ما يا голос هغزي عودا هيك أولا ليش كتشا قلنا بيدو Лички чумагола, це шейнки до чиєш, та шипідарасю, попідарасю, пасивно активно. Це лички чумагола, це я готов. Да, شو أمريكا شو ناسا يريك ولا نجنوستي نخ это Лауреат согласись все вас нагнули там всю Европу всю Америку Добрдела, нагнутина. Космосера нагнутин лечто, вегуш децон, елки зеленые. حدا نجنو تنوات خوز قيد تضق مسهم نبقى نجي باتش خوز ليوش قيتها
مش يحكي حقوق نجنوتن حقوق دعوات دعوة نجنوتن كذا حتى تعلش حتى والش ده بكر وهنش لا بس ناخذ دعوة كوس حولا أو حاوني سيرجوا نرمال نسكر أو جوا خاص حكوارت Он грубить, воде, граф, что да. Слушай, то борди нормально, весь хлам, буду давно. صعو كم ليش وقت صعو كوشو هالسون صو يرى إذا سون صعو جراف ملو شيء ملو Da tu хиет видео, хотя, например, босс американский, ты кончу водила, я гайский, ты кончу водила, я цана гайский, шню, я цана قومي قوة ха, сун ха хиет вишу, вона так-то, قبل وق سق وها, вроде хочу амелдеш, ладу усло, а бог سق وها, ответственный волчу, тередо حديث ريا, ديل دامدي, يحبيك إشتا. خلما خيت بقدك يدو سبد له وات حكاية واتي جراف خزيون جراف خلويش نورمال جراف فقاريا ولا سو عندي ولا قد ما شنو موضوع شدوش التا حيس لتسلا في تاريا واتي سحق انت والله ناس واسنا سشتان دوق ميلو سغا هيتو ميلو سغا حون خاي سونم سغا ميلو السلاف شو خاي يو غندون يقول إيش هو كل هذا أسمع هو ديس كله هو ديش ما دوستو هو ثاني هم ديكشن да голда садош стоят просто под заместный все والله جراف هو نورمال ديس كله شو ما دوي هو إدين دي شوي تيجي بيرسل ده في تاسلات كي شوي تيجي سلاف جراف نورمال نحن قد ديس كله بو قد ديس كله إيش مو كي نحن بو فاوي ما دو ديس خزيون جراف ونقاس قيشنا أو قمال ديش خزنا نورمال نقمال ديش شاف نورمال نقمال دنا تقول تهم داخل تغيرتي في سلافي إنا وستي وجهي ترديش تتخذوا ده провоцировать версия специальные هم شيء ويتان سام ده ده нет такой нормально день день قمال ديل ده إنا أتناغنم ده تقول إيش حماس سو أز بيدرا شو أقدر تصنع واستا حماس سو هيتو ميتشا ولا حلو لا أقول أحس نورمال ويستخل نورمال حويست خلي والله حسيت يقود موات يعوق تاهم أجمد زي أحق أقداس وحد حقا ما أقولش له إيهم يلش متي نورمال قمال خوك داس Отцу дел моста олушава и антитеррор ват ерсен галюал сунум та и вот мело вилк не знаю опен Кол график. Лезным долгает график. Раз, Дарбица. سواء صوم بتاع بيخم شوقي دعدان вообще جديد تسدوش ولا تاع إيش شو بحكم ديل تحت بيو تحدوش أتنا بوستو بله спровоцировать وربي وتحبي يدوش ده да сколько Видите, график цены бог гдит. все-таки إسقدوش لا تشع كم تبني الغواية ترسو وتعرفين уже нормально уже وي أقسله وطلع ودلا تان سوق وطلع حو سونا يقرب هو تعمل هذا كم نشتي يتنقي أونه وجهه سوتك уже перестать этим заниматься два даяна ба شو ولا حاولوا شو تو دين دي اتشنا مبوكو شو سلافك ليچنا وحي وقتا واشيغالا هو дебил что ли включил тут охчайло дебил ахчунгала кучбах чекса бош тупой واحد لا اسمتو له هو تنسنا تعبوش لا شو تقسمني وساتون бош يبغن دول او لا واخين فوتسنا اذا شاتوش بلا إذا شيشات نسمت إيوه ولا да لا да придурок ты ахудусь дийцы дебил бля نسخلي تاتا ده نورمально هذا والله متى عينا لا يا لا ديل دا يا يا الحوض دواء لا دواء شو دواء دينا Да, son cara com bolso, mas dá para todos, não.
Воюет, да, это все, короче. Было ли, хуяли, графи, бля. Oqon oğlum. Oqon xəlatı. Aho xəlatı ne gus. Ay değil geldi ha. Bu xəlatı ne? Oo, حاجة تاس. Adam ne şubu dava kanka soda Mikrofon bu beşer sonra çok anladı. حواس خلا دواء واقرا يقعدك شو Ay mikrofon anlatı. خجل جولس حماير يونا بيت بون حماير جولس يونا بيت بون بارمت حماير جولس يونا هانز Hazır çöğüten mi atson? Хуя парень шо. ما بيت بوش جولس وسكل ما يري حيي شجاع ده سم عوات جولس حين بقول جولس حين خزع بلال ميل بيت بوش جاز وها. وجهي Is سلع mal wacht toen kant mo he toen daar mal gel mo. Peki mal nişan lüşon hatta tet bul mal. Tet ya jinş erdoş. ما تنشو يقن موت وين تشوار ميل akboş ده teyoş. Ha şamel jinşun de sürüdel gusin del ço. بيت بون ده Awa. Şimdi panik ki mahve kusayzon. голос Şey пицца. mikrofonu. Şey mikrofon halet titsa ha uş mahve kusaygoş. انا ده بدل ورز بعد عشان سرز ده وشو Запись моя и была. ايوه متى ازمن راسم مدوخنا عياج وديون سنيقه معه Miço parmak te guş. Bir mahve kusaygoş razı. فعلا بدل ورا عندهم Milloris seleftan joska qayraqmi luharna ostal joska multi anomason na psichotropta mawe parmatik سلا kucho سلا بيخ غلطان جوته ne on Где прям тебе? конкретно обделался сегодня. Даже микрофон контролирует детаться настолько раханой. اللي بارما هم جو بدخل عليه يدخل وجه الميكروفون نسترويد نسترويد يا جو الميكروفون Bio panic awal. هو جيريون حطيت جيريون كوت ميجولس اني كشتي يا المسجاس ايش تقصد ميلوري سلفي دون مثلا ديلي Лёфик мычал. Вижу, ну мы отцом, да. ريخك باي مش درياشي وشي أكبر عيالة آدم بوهم العلاقة أكبر حاجتها هاي جولس ودو تبع ياقع كوشين شو بطل ياقع حاجتها هاي مو Tunon tar bolje strogi golos, no sve no lečli da šupi хотя все знают, кто он такой. Čorst čema da. Elama tagad, okešona, poutrama, čojoli, kamionšteš, tak sad on. Mala moli vahavi, hai düzelen lüştan, šavik busa boš, tātsan lüşaš. Tak يا gilsan. مخل عيوي زعدخ مخل دوني زعدي Tista din šaši düzelen lüşaš, hoka vahu, duj. إيش الله Di ونكزات يا ne جول čuli. شي دوزلا شي موست بنتن الله Šauacu gladu, šavik busol ti üzan boš, tāds. Yolxaš pana. اللي لما جو نكزات شي شو شي موست حكر نقصم إيش تصلي إذا عودي دقاق بوتونش إن شاء الله سو بوغل Hoş o season şaşa. Şenşeyne haşş naxyotsam şey. Tündere Просто, oyunu abol nohçin bu sobna bu sen lüş eriliyor şu. Şaş nohçiş tetsabütte. Hanna av. Ахчу. Регует, سلام ميشورا أقول شو هلا أو سلام قصة كيف مناح انتربول وشايك وشيرس ما بجاك يشوف Det probably was the one så dokumentan. أو ملتش لا دي دولش ونا ومير خمسة
максимум. Хармат ходая знон хол запись, адик запись лать мадика да. А голос та гучу его рахн. Я, Они все ладно. Хелает. Хармат işte. O muatın. Buna da hılık, berk hılık. Söyle bu. Yok yurtun ağabeysi. Ha, zum Hiela, zum Mikrofon, zum Schwiestrisch nachher, schon Golos durchstützen. Zum Ton dann Schulschuh, просто далеч übsen Aschur, nur Selefsen. Şipideres ya. أكبر وسع دقيقة وشو. أكبر موضوع تبالغ موضوع. تجزي جين والله ترى. Все уже зашкварился. Да. Выхода нет. Не, выходи мою любую время. Легкий виртуальный чат. Yövdü işte. Harmat yadır morsun. Nedir голос? O rez batır salafın. Salafın rez bat. Salafın rez bat. Alo. İstina sukuna şu. Kamel şeşti. Rez bat. Ayar dasat alsa oğtarsuk. Ne rez hon bat. So şeyhen nav. Datadış. Нет, тот адей, модерца. Саши буст бор заблокирован. Ту скучуот хаи салафи суи скучуот хена. Тун лиш хион иш дохаеш окчудеш. Зачем валя таппа лалоку кюхон шис саулш. Змаят вообще. Ту шаха ма илша хукуна. Ша трусю ша сагят. Ша яхду алхум алакуна хаят. Шаха ма дица ту шауил. Имту саачо. Насо хушор. Да, туша признательно. Вообще декнуз мадар хайерцу. Так бокол из-за выше, если они чур больше больше окчуле. Это целый день просто словесным поносом заниматься был. Так вот душ мелил, чуть дог мелил, хумор то же самое, на наело, например, что. Так, что купи дарас. Я ли скучал. Да, хо. Даже вот. Конченый. مش هيعتبرها سبنا اللي انت اعتبرها هيبيخل تيجر صنع لغنيري صنع كوبي дарас, انت скучал. Ешь ашишу. اللي انت اعتبرها Путин обратуй. Обратуй. اللي انت Путин, а господи, понёвый Бастион. Чур мелю колкин болгарский будет царь Лукас. Путин, царь Бога. Путин, Трамп, я привезен Путин. Что господи, понадовый что-то. Путин схавия Хонкевич, рез руем. Он дин ловай тенцу. Что садил пидорас, кигадеш, лишь вы пидорасят, что его пидорас визит Путин. Что от пидорасики, да? Мобил того, Ой, да, يرغون أوتشمو حيزي نوبايا جيمولش да تيجر حيوتسون يريد نقش Я царь, Боба, да, дик долсон бьет, так улетасу, вита. Почему? Бьются, что أما там? أوتشمو جو نزبن با Бастион, бар, грачак, энти, бо, от пидорасики, дахяц, дахватец, она поста, я чё, мигал, шешу, цигаса. От пидорасяц, от пидорасики, пидорас, кунок, чушуки, и энти, бубош, я шо, мудак. اقر دعوة للغاسق حولت وقونا اقر دعوة للغاسق وحولت اقدر دعوة الغاسقي Во. И так бандизок, вот молодцы, давайте, продолжайте. запись على الفوتبول При этом он что? Объясните нам, глупым чеченцам, почему угор биогаски, гаски лучше чеченца. Объясните. حكي تيات دعيالا حكي تيات حكي حق بالوات
Макиса, ночь никуда, я вообще. Верхузат, задний приводный, педераст. Давай, слушай. Це був самый конченый отморозок, газка, дику, ногчел. Давай, расскажи, мать твою, был? Ночь я, я ночь я, мы были та, это мот, а я это. Объясни. Что тебе объяснить? Мичуаров, Будылай. О, бастион, арвалау сюда, я. Я копида хочу. Хоки идут, аре, дагу хочу, давай, идите отсюда. Три пидорасы конченые. Чардон, короче. Раз ты шкидин, дахя, пидора, шушун, ёлзи чушун, басти он не сунайтра, кью, мячуна, цаши, пидорастические азни, да, слушай, видишь. Ара юца пидорас, миллион, билам. Айлу пидораш, айлу навоши, после того. Вот, да, just det. Айлу пидор, а я хочу шлир хамаэлю. Ялу вей амаляйц, шлирить я шлил, иди отсюда. Под-русски перхоть, вали отсюда, давай. Пошел отсюда. По-американски, алыш мой всегда. Самое я идите, пидорасты, отсюда. Иди, пидорас, иди. А ты Самый конченый русский, он говорит, лучше чеченца, самого лучшего. Ты пидорас. Сагет. Багармот. Сами говорят, самый конченый русский, говорит, алкашонок, там, не знаю, кончина какая-то зоновская. Лучше любого чеченца будешь. Аж не... Любого именно тебе. Очечелить, моя тай, Да идите отсюда, пидорасты, давайте, валите моя отсюда. тай ночья, да, Эти три пидораса заявили сегодня официально, что любой конченый русский, даже зоновская падаль какая-то кончина, лучше любого чеченца. Вот Не, эти три лучше пидораса тебя, заявили. причем Давайте лучше отсюда, тебя. пидорасы. Давайте, валите отсюда, пидорасы. Давайте. Давай, иди отсюда, пидорас. Конченый. Кончина ты. Ты музмамадовская кончина. Отходи, слушай сюда. Музмамада Айша там вытирала пальцами там кончину. Вот ты кончина, иди сюда. Давай, иди отсюда. Бастион, Вам принято арвала. относится. Давайте, идите отсюда. Бастион, вали отсюда тоже. Пидорас, Три пидораса конченые. арвал, бастион. Че, вовсе кида, я смотрел тебя, да? Ади, Пидорасы конченые. А я вот пидорас уже, алло. Ой, Лёха, не хуера. А я пидорас, иди к цели. Алло, гандон, амаря. Гандон, блядь. Пидор ебаный, блядь. Иди отсюда, шнырь. Вали отсюда, блядь. Гандон, блядь. Вали отсюда, пидорас. Давай, вали отсюда, шнырь. И гуляй. Шнырь опущенный. Кончина ты конченая. Шнырь. Ты шнырь, тот шнырь, вы три здесь. То ишь мать табер, ничего ты шнырь. Нахрять. Нахрен чем садим садаться. Хоки var, uçuyor, yeke, dayan. Вторую рюмку открыл ты? Это скучающий пидор, dayan, хашим пидорасы. Да. Пидор, хочет, екece. Парма таяния, партнер. Dayan, пидор, хочет, екece. Иди. Да. Иди пока тебе дают возможность. Стопочку, рюмочку Ялу, закинешь. пидорас, Ялу, пидорас. Что пидора ощущаешь? Прям хочу, литературный язык, кстати. Пидорас. За трамвай. Ялу, пидор. Ялу, кончина. Иди музмахмадовская кончина. Ходи, Make America Great Again. Мага, мага. Трампушка вас натянет всех. Вы же готовы любому зад подставить. Красный Я вам нравится. кирпичи, мага. Какая тебе разница, что тебя Трамп натягивает, что Путин тебе натягивает? Тебе лишь бы натягивали. Вот ты же кверху зады. Кто вам скажет, Тебе Аллах разница Акбар? большая. Вы же, когда Аллах Акбар вам говорят, вы же все равно раком стоите. Вот Трамп придет, встанет на минбаре и скажет Аллаху Акбар. Ты раком станешь с ним. Ну и дать.
Это Трамп про путинский убож, мы интересно. Исламу, даже пидор, если перед тобой стоит голубой имам, ты должен молиться, так что иди Да, давай, я, вставай на да. Да, я, да. Бог балбай, он Да, я, исламский да, заключение. да, да. Я леон, я моя ли. Да, я, да, босс. Да, я, да. Давай, молодежь, не стой, давай, кинь шалту. Да, понял. Аллаху Экбер. Аллаху Экбер. Аллаху Экбер. Ayıl davat. Uçuyor Schnell. Schnell. Сигайо инсер. Пидор его. Schnell. Давата. Мика совитаете. Хайлам. Давата. Лама. Давата. Schnell. Кет халату. Schnell. Мы. Вы не вытянете. Руслан Несер, Ты не вытянешь. Такие пидорасы, как вы не вытянете со мной. Слышишь, пидор? Я тебе отвечаю, пидор. Слушай меня, пидор. Ты не вытянешь ни по жаргону блатному со мной, потому что ты пидорас. Ни по религиозному вопросу ты со мной, по Корану, Суре, аяты ты не сможешь со мной вытянуть. Ни по-человечески, ни по-новчело, потому что вы вообще конченые пидорасы. Что тебя канал пидорас, я хочу. Елу пидорас, а я хочу. Елу. А интеллект, наверное, говорит она. Просто кинь, ты ушушаешь. Елу, хочу. А удейте не уже. Даю, а я хочу. Типа там, ЛГБТ, флагец, лишь. Ay şu huyu kaytamış narım Да, çıktı я, kuvvetin да. uşakların yetinmiş. Şaşırıcı söz. That's şey mel bu şeyde de bu hadismiş. Şu huyu kaytamış şu mel huyu şu hukira huyu şu oelu. Şaşırıyordu. Ayıl Зато يلد عيالنا تحمير ديت عيالنا يحكي إيرقا شرط مدري شرطه إيش تلي سن إلا يحون يلد عيالنا يلسن شو أرد درجة أمريكا أريا لوحشة أمريكا وبوش We're not in America. Нахасаню пидора ди мяли шу пидора шу бош лер монсу. Ayıl pidora sayı. أنجلسكي ما بيتا Ayıl pidora. بيتا أنجلسكي ما بيتا Come me on, حبيتا أنجلسكي talking English bitch. Yolu pidor kuşur ayıl. Yolu şnir. Ayıl. Пидор, он будет сказать, я пидор, да, я айбагдо ради, а ты так, где там я. Hayır. Narayı pidoras hayır. Ayıl ho pidoras ayıl kuşur. Yolu ha pidoras yolu çık. Hayır çık dağı hayır. Bolşna ne koy çık. Тормози. Ayıl pidor ayıl boğu. Bu ayıl şnir. Шатсон буржуа. Ты что сказал, что царь, что видишь, я хочу. А пидорас, елу пидорас, ayıl. Yolu pidor. Yolu pidoras. Ruslan ne sarı oyun nasıl? Pidor anı yolu şnir. Pidoras ya o da şey. Sabırda Сука, ходу, пидорас, саду. я четвертый пидорас, Валя, дарил пидорас, орел. Иди отсюда. Я же ему говорил, а ходу, все. Шатсон буржуа, а ходу, пидорас. Вот, я прошу прощения, но если ты говоришь, что я пидорас, я тебе ответ говорю, ты пидорас, иди отсюда тоже, иди. Это я ему говорил, ходу, саду. Все тогда, прошу прощения, извиняюсь, я же ничего не говорю. Все. Если ты ему говорил, тогда я тебе ничего не говорю. Ты сходил на суд интервал. Я-то не знаю, что... ладول, автомат, تمام, да. Соту, хауэр, сою, элэр, пидорас. Хауэр, сюда, цунка, айбардо. Я тебе еще раз говорю, кто бы сейчас ты не был, ты же говоришь, тому пидорасу ты сказал. Все, я тебе ничего не говорю, интервался. Все, забыли тему, я виноват, я когда не прав, я признаю канал, да, сюда. Все, что говорить. Давай. Интервал, братан, интервал, полмахет вам. Наксал харцуй, вилла, совела, харцуй, канал, да, эс чурета, вацу, нёю, богеч. Но он, конечно, дух-то, обидчил, канал. Я богеч, ну, سوء قيت سعوة كرتش سادي ولا سودا حي بقدر لا دقيق حي تاع كل الأول
Ладно, в этом долгах тёстым сон яц, опять яц, я ничего не говорю, если нацеловался, зачем, хона, ой, там, ой. Ну, просто человек, который говорит, скачу, он герст, угордар, бошкучу, вахен, ачел, копи дарец. После этого с ними о чем-то говорить и говорить, что гадский, любой конченый гадский, ол пейда, өз хона убошел. Ну что, о чем с ним говорить? Конченый, да, он шукуш, вот оца, такой, дышь. Оца, хаба, вот, гадский. الفدراسة جاتها تاريخ ما يدير ذاته. Стран ногчи хулили, голги хулили, умца хулили. А дыни дулы тадархас. Вот не продал валюкса. И меня лидер так была. Петом швошаш, сободи сих молока, да, тама, да, кирма, кир, войдоне. Она осталась да, малашику, я стогал, но гарсал, ехкер, гушать, это вообще, это, пятый год. Учуляш, дирчуляш, съезчуляш, и конечно, шлишку, нахбаешь. إنه قادر يتشيك دعم يقتنع دعاك ودرخات من كده لأتنين اللي اسمه هو درع اسمه متحقق. Дела бодыгеш, хызым дать. Тапи шун махаза та писона элгом дать идуцик бодыге. Да, на человек хагу бодыгеш, хызым дать идущий. Мы понимаем это все, осознаем, но и нах ищ цель, шейме, шейме да ош, что ты что, шпитерец. Уча ешь, мачую. Единственное, что мы им говорим, шны, ли, хачи, ли, кверху за задний приводный, кек, говорит, умеет, но это факт. Это мы озвучиваем факты. Царь, дышь, что гуши, педераст, бога, литературный, глашну, шум, дахает, цанцика, голда, умадас. А уже на жаргоне это называется педераст. Царь, да, кетушься, царь, здесь они думают, что если они везде заходят, это вседозволенность нам боком уходит. Поэтому мы должны в один момент им сказать, как есть, правду, объяснить им доходчиво на их же языке, кто, что и как, чтобы они понимали, что они не вытянут. Ни по религиозным спорам, дебатам, ни по зоновской фене, там, не знаю, там, фене же у них там, ни по русскому языку, ни по интеллекту, ни по науке. Кончено, лучше хоть достичь. Единственное, там стояла бастел какой-то сигнал, мигалки, там, би-би-би-би, она, я чурю, после ошли. Чешми, ушли, веш. Как сказали, что, ох, чуешь ты, да, Дина Буса, стоял, ничего, ждать. Фия, бич, я говорю, учу ждать, подписываться. Давайте, идите, работайте, боже, да, это ж шныри, шец конченые. Да, вот есть, что долго, как мобил бодыгаш, раз до чиха, то уж до чиха. Ой, ночью оманюха, меч до чиха, так как дух я же коше мело шныр. Телевидение тебя бьют, похож, вахош, вот ты на зудри, вахош, и те все эти ключи, и швахти, уши, тебя, шнохчи, шляфи, багеч. Ох, чуть-чуть, багеч, что еще хошныр. Багеч, ба-ба-ба-ба-ба-ба, да, ведь цунан, да, ведь цунан, ведь я сам бог швацу. Садыч, ляча, новчи хум, ой, хейздер, хидек, чуен, никшку, чагезрисон. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Все вычистили чат, ушли эти все. Шли. Пора не слышать. Vamos dar лучше на свечку соляфа. Да, у тебя сегодня был эфир. Про что был эфир? Я потом в записи посмотрю. Про исламскую умму. Про то, как надо молиться, Нет, как там надо делать омовение. какая-то украинка, что ли, Цазуд Ербох, короче. Про то, как надо делать омовение, как надо молиться, как надо ехать в хадж, большую, малую умму. Украинка, она учила, что ли?
Да, она нас учила исламу, как нам надо стать лучшими, самыми богобоязненными мусульманами, что все от Аллаха, что все по сунне пророка Мухаммада полностью. Она, она нас учила. Она нас учила исламу. Аллаху Акбар. Я так и знал, понимаешь? Я сейчас смеюсь, вот это вот, слышу, что сам думаю, ну что это такое вообще? Да, валлахи, билла, Мухаммад еще махой, валлахи, биллахи, ну и мусор меня. Да, я уж так, вот ты же, вот сейчас сижу так думаю, что такое вообще было? РВД. Просто принципиально, сам, что ты ушел, что там, да, сам, плачешь, нахуй, вот здесь. А он думал, ну и на самом деле. Астагфируллах, да, вот какие там было, я геш что огонь. Да, я Ах, boş olmaz, ya koç, аж граф, мистер график, коч, все увидите, вообще, вы хотели. И цель политика есть, да, чтобы канал, чтобы закрыли, чтобы там никто ничего не мог говорить, бьё богяч, нах, там объявил, ты что их кушал, 30-40 так халмус, чулялся, да, на дятлю, нах, объявил, людям это не нравится, на самом деле, да, мы понимаем тоже. Они так пугают людей. Но отсюда нах уходят, и бодек бить, ишь сахур, так теперь канал шалатится, рожается, шмийся, и бусол бить, и нах зомбировать дальше. Включаться, объемом, два соца, нейтральной площадки, чивуются тебя. Любой свободный телеграм-канал, или YouTube-канал, или Фичуля, биобогячим, закрывать это, такая политика. Ой, Так почему? А, создать атмосферу. Да я нахуй что вообще. Екатеринич, уже хватит, уже дали тебе время поговорить. Валять сюда. Ишь, Турция, политика. Они никогда ни правду не признают. Ни неправду не признают. Так что гнишь, Алила Рич. Русский Ваня лучше всех позже. Я русский, я иду до конца. Я просто, на самом деле, я просто принципиально как бы сказал себе сегодня, дам я им, короче, оторваться. Но это вообще что-то с чем-то. Это это невозможно. Какие они больные все-таки на голову люди. Царючек, вот просто сейчас, я сейчас думаю, анализирую. Да, вообще не по теме, царючек, помнишь. Вася, Ваня, Микшуй, Шагер, что благодари. Дебилы, блин. Идиотчик, натуральный идиотчик. Ваня лучший, Шагер, что благодари, он бокчу. Царь вообще, отморозчик натуральный. Цаукшна, Так, Крикс давал, ты тут упустил, тут вообще шоу было. Только что. Каждый дырок учадык. Каждый дырок учадык, Крикс. Полотетный человек не хочет. Полотетный, активный, барышня. Да, вот этим хорошо, что обратно старый джаз-банд яц. Демократ, пушешь пол, ешь пол. Демократ. Микрофон стоящий, да, слушай, лучше вот. Вот, шадик нормально дуалер. Не, охча явно гагуш, цель, ишбу. Цель беллобу. Короче говоря, как я вижу, короче, законно, да, ФСБ, не ФСБ, и все не поймешь, кто работает. Ну, работает. Ну, такие дела, да. Вот, у нас все говорят, не, что такое, чурак, что? Охча шадик нормально, дом, хоча микрофон, что ты им башь, я чё мовела, ха? Та, и вот, ахча, милвертаца. Вот, украинцев, чувашек, казах, кубош, либинской. Догонил, то на выход. Да, что идет уже подружка опять. Вот, отцу ищ собахи, из сера, авати. Я мяшта, что и, короче говоря. Шабал, хакияшбу, короче, сектанты, что я скажу? Сектанты, какой-то Ичкерия, сектанты, бандиты Джахара, сектанты, короче говоря, ФСБ,
сектанты там пустынного бича, который жил когда-то там, бич из пустыни 7 века. Сон сектант, короче, одним словом, кругом одни больные сектанты, и фиг поймешь, что она бухты, волши, кисы, келкисы, рейс боштать. Да, бомбу, ола. Собрин. А. ЧДП дуал тушуется. ЧДП дуалом штаваться, но цуалять эром Против дуас моды демократии, что должен ли? быть. Вы против демократии, что ли? Я не понял. Я за А, демократию. вас пока все готовился. Кринсера, он холодно. Вот он. Не, я не против демократии, но я против лицемерия и бандитов. Ну, зайди в партию, они тебя примут там. Посмотри, что да как. Мне не надо это рассказывать. Напарник, вон. Криксраунд, Аркиву, Влади Сулейми, Ватсон, Может, я напарник. на слово тебе поверю, я просто что-то упустил. Кривуна, карате, да гома, напарник. Ага. Дитя, я хочу знать, Из вас, понятно. Хотя, был мода бьёчка, нормально? Шуба Закаева, Валик, а что? Закаев, Шуба, Закаев. Закаев, мило. Ну, Закаев, шо лидер, мило, шо куратор. Хахыл мишвас. Не, отцо, если Сулейми цани была, знаешь, так царь сухо. Что самозанят его? А чем ты занят? Карате, цуяк чама, вот Дина Буса, конечно, да, слышишь. Я сам себе хозяин. Мурат Сулейми, да гома, ты отдельный канал, и давала эти чуть. А тюнцяни голосовые роуши, дай сахар, шуши, чоши, два тому, Бусал Диндович. И Дитя лучше, как вы с ним сдружились, потому что вместе работали заранее. Да, как бы? Причем тут он вообще? Мурат Сулейми, а сам Бусал Бухаза, Диче, Хачала уж, видишь. Зачем ауз? Ауз ушается просто постоянно. Сегодня самое лассе. Мектасы демократия летсхат чуяло. Они цеюшсон, дуй точка билан, дуй. Вот, на топ. А хугула що ЧДП це Не, собе, що ЧДП ю, собе. Дуда він ходин ба, дуда схула ба. Дуда моган tudíca. Хорезо сава уяла. Не, сорези. Арселеф воцак. Не, сорез хайну ха. Вот, ах, чудуй цун резуса. Трамп резуса. Да, вот. Зато евро Судья продажный. Да. Зато я продался евром и долларом, а ты продался за деревянные рублики. Да, хай. Может, ты это криптовалютой пользуешься? И при этом кафирской криптовалюта. Ага, понятно. Ходим, ждёха мукан туана дела. Ну, бандит просто, бандит. Да. Еще что? Ну, все, еще что? Что тебе еще надо? Этим все сказано. Я все сказал. Салаф, вали бандит. Нет, соборнял. Ахуедер, она джахараля, соборнял. Вот, закаивается мой. Сумат закаивается. Давай нам, водица. А если Мурат Сулеймец, знаешь, хоть джахарец, ой, джахар, бас, ёлки. Сулеймец, они шо звестхало, шутя намного больше разговаривал. Знаешь, шут слышу? Никто-то хавон-то хадица хухалу шурота. Хугула ЧДП, он айстен, что ЧДП. Ну, сам ЧДП, да, еще в 2022 году ноябре. Вот как раз, да, Шишухачах, вот, ноябре месяца, вот. И все. Твамбел что-то, ай? Твамбел, да, ухарсу, Твамбел, да, ухарсу. Твамбел, что? Украинцам Твамбел что-то, разошелся. Твамбел, Твамбел, терминал. Что жидкий был, что жидкий был. Конкретно хлопнешь на безе. Не, просто идеологически не совпадаем, да. А в чем идеологически не совпадает? Что ты от них требуешь? Сосом вахабиш халбиес, сосом вахабиш бацуш. А хасом вахабиш только крайне с другого края, да?
Да, вот, на верблюде хак полцеляться, сон верблюде. Да, сон верблюде хак Ультра поля. шбези Хасан ультраш. Вот, сон ультра вахабиш, бац верблюде хак калуштац. Вот, пустыня, вололиеш, да. Да, что танхена лелу. А он целиеш, шатёрча, сразу бери говы и чуахка ёху инзеричо, мози дулиеш мос. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Шيك تعال عدت بس ودقوا ده. Ha, خاصك ما دي ساعش دول ذلك يدوم بوشاش شو هذا سو إيجيلي يوتشاس إيجيلي وروسو متسألي السلام زابيس يما إيجيل صونا صونا وبشي صونا بعد حياليش ما يحصل ها تصدق إيش дарья дать она или будешь дать да что تصدق мне пришлось его короче говоря вообще задний привод я и мои адизы садой ой еще его гуси еще это только мы там обои что كانت بس он лу Милор, Билалу. Ишь кучерявш. Там. Что-то у них нашествие сегодня. Причем тут ИГИЛ вообще? ИГИЛ это организация России, русницы, ФСБшная, отдел есть. А в чем ИГИЛ его, я чувачеру, что говоришь, кучерявш? братан, ИГИЛ моя цифра. Цоина, если давай чубош ханец, Цоина, заметь, там ИГИЛа и нету. ИГИЛ потом откололся, когда Джабхат ан-Нусра тянется, стычка моя Аллах. Это потом только появилось. Они объявили себя исламским государством и так далее. Потом появилось. Это что, я да, церковь паспорт, а надо что кто. Хотя вы вообще сон, да, кек вообще, сердце лучше. Приятели вообще, халка швайоху, меня не зудрубичу, как тагвац, не зудрубичу, как тебе. Арбой стилю, это арабский стиль, вот чисто генется, мухабаля, мубахаля, я царь, я шел, зудри вахош бы царь, мубахаля, ёх царь, зудри вахош бы, шеш вахош, оши шеч яч, ден дач, нан дач, эрукейхуш, вот харжу, арбой шнырящего по-русски. Да, Мурат Сулейми, حاجة سوها مرات عن كمان دير يرومش مرات Сулейми дагоном, братан. Это что да печуош, закая лелиша, аз динки угач от и далуш халигу из, например, и Мурат Сулейми. Угач о, он дагош гузвать схацон, но сон дагодуй, самый динки далуш туй, вот واحد وهنا عندنا دين اشتعادي تعوق ذات خام خاء يهودو ذاتي نوية هو تاش دبيري بغاء بيز واشتوق محتاج لخشة تاعتان دين ديت يشتات بوش هاد ما يواب شكل دين انتي دعوش ديال دويكرو واخين دوي وانت بوش وفقل دعيت نخرج دوي مويتون ничего себе اتون приятель гинон чуялю شناني شوخصي чуялю هم я юах яц буш يهما яц دوي Нерехум шеш мэвер. Но гумадат. Трамп наш дуй. Мага вернулся. Мага хамбошку дуй. Мага вернулся. Вот, да, Маркес дуй. Я очень надеюсь, что у вас 3 пластилинцев. У вас мусульман здесь будет. Хорошо вам, салам алейкум будет. Крестовый поход вас ждет, чуваки. Держите, дуй. Боже, храни Америку. Да. А Мубахалю сейчас читаем, особое дело. Мубахаля. Мубахаля что-то? Мубахаля. Пожил? Про Мубахалю, кому интересно? Мы же тут не просто так сидим, там, общий день, нами день. Мы изучаем ислам. Мы изучаем сунну Мухаммада. Слово Аллаха. Мы изучаем ислам. Альхамдулиллахи. Так, Мубахаля. Это способ разрешения религиозного спора, который используется, когда прийти к единому мнению с помощью аргументов не получается. При этом каждая из сторон обращается к Всевышнему Аллаху с мольбой о проклятии в адрес того, кто ошибается. Термин происходит от слова «бахаль», означающего оставление чего-то. В устоявшемся словоупотреблении «мубахаля» означает взаимное проклятие.
В Коране Мубахаля упоминается как решающее решение спора об Иисусе между христианами Наджрана и Музмахмадом. Это произошло во время встречи исламского пророка Музмахмада и христианской делегации из Наджрана, современная Саудовская Аравия, в октябре 631 года. Так, это была информация. А теперь то, что написано в Коране. Вот по их заявлениям в Коране об этом упоминается. Так, второй аят. Сура 2, аят 95. وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. Однако, они никогда не пожелают себе этого из-за того, что приготовили их руки. Аллах ведает о беззаконниках. Они говорят, что в этой суре, во второй суре Аль-Бакара, в 95-м аяте упоминается о Мубахале. Читаем тавсир. Я не знаю, почему они ссылку сделали на эту суру аят, хотя тут, в принципе, о Мубахале не говорится. Потому что они говорят, что первый раз упоминается о Мубахале при встрече там этого Музмахмада с какой-то христианской делегацией. Но мы сейчас будем искать. Мы сейчас найдем, потому что что-то мы этому источнику не верим. Подождите, сейчас мы быстренько все найдем. Мы же работаем, мы же мусульмане, мы же ради Аллаха все делаем. Мы же не спешим, мы ради Алля. Так, на случай неразрешимых споров, Мубахаля. Вот мы нашли. Аят Мубахля, взаимное проклятие. Читаем. Аят Мубахилля, взаимное проклятие. Так, Крикс, вам интересно или нет? Если вы хотите что-то добавить, пожалуйста, вы можете добавить. Да, слушаю, рассказывай. Аят Мубахилля, взаимное проклятие. Вот мы занимались этим, с этими тремя заднеприводными кверхузадами, поклонниками Музмахмада, рабами Русни под русской перхотью. Мы объясняем, что такое Мубахилля. Они здесь говорят, кто же будет припираться с тобой об этом после того, как пришло к тебе знание, то скажи, приходите, призовем наших сыновей, и ваших сыновей, наших женщин, и ваших женщин, и нас самих, и вас самих, а потом вас зовем и направим проклятие Аллаха на лжецов. И тут написано, что это сура 3, аят 61. И мы сразу начнем это читать. Отыскиваем сразу в нашей ищем сразу в нашей электронном Коране, потому что у нас сейчас есть электронные Кораны, это очень легко все делается. Мы объясняем даже, как надо изучать религию ислам, потому что у нас секретов нету. Сура 3, аят 61. Потому что они сказали четко, ясно, что это упоминается в этой суре и в этом аяте. Поэтому мы сразу читаем, потому что мы любим слово Аллаха, и мы изучаем Коран в прямом эфире, потому что мы обожаем ислам. Это наша религия, это наш Аллах. То, что говорит Аллах, мы все признаем и все делаем, потому что это наша религия. Сура 3, аят 61. Семейство Имрана. На арабском это звучит Алю Имран. Читаем. فَمَنْ حَكَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُولْ تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نتعب فنجلانات الله على القدح بنا. Переводим на чеченский. Это про Мубахаль, сура 3, аят 61. Тому, кто станет припираться с тобой относительно него после того, что к тебе явилось из знания, скажи, давайте призовем наших сыновей и ваших, наших женщин и ваших, нас самих и вас самих, а затем помолимся и призовем проклятие Аллаха на лжецов. Вот все, что происходит с ним всегда.
Они заходят и говорят ханани, хадай, хабельши, хайори, и начинают бля-бля-бля-бля-бля-бля. Чисто мусульманская вот эта арабская тема всегда затрагивает родственников. Это называется мубахаля. Так, это была сура 3, аят 61. Это наши технические модераторы будут сейчас выкладывать в ленту нашего канала. Пожалуйста, смотрите. Кстати, Кликс, ваши чепы выложили наши технические модераторы в печатную ленту нашего канала, и там уже 19 вот эти все тролли заскочили здесь, вот эти русские, смотрите. 19 плачущих смайликов поставили, 17 красных, 16 взрыв мозга, 15 этих дизлайков, 14 улыбок, 13 этих рыгающих смайликов, 10 говновых смайликов. Ну, представляете, как работают тролли? Просто посмотрите, Кликс, вы просто удивитесь, как они оперативно работают. Так, хорошо. Значит, мы читаем все-таки про Мубаха. Задний привод на бешабуту, чангушлука. Да. Так, Мубаха. Тафсир от Абу Аделя. Ишмон, кстати, Египте был холдец. Тигач ока Египте раз мет дабона. Шейх баракатный хаян движение дабон через этот дуйшин баракат хая через задний привод хабяхна ильмна бубошка. Задний привод, российский флаг, софлаг. Совершенно верно, да. Задний приводный кверху зады. Музмамада поколение, наследники Музмамада, поклонники Музмамада и рабы Аллаха, черного каменного истукана, арабского идола смерти, тьмы, луны, Аллаха, верховного каменного черного идола. Читаем про Мубахаду. Хорошо, кучу бяхнешь, бастиони, билали, гарточки, задний приводный, бусал погладь под-русски, асхаш сам, диккенти бубошниш. Царь Лелюшный душу. Да, нам дюйца, вижли, дюйца. Мубахара у них пошел. Тафсир от Абу Аделя. Это значит объяснение Пьетамбу Новчему Тегерче. Абу Адель, тоже их величайший арабский исламский мыслитель. А кто же будет припираться, спорить с тобой, о посланник? О нем, об Иисе, сыне Марьям, после того, как пришло к тебе, прошу прощения, тебе из истинного знания о нем, то скажи им: приходите, позовем наших сынов и ваших сынов, наших женщин и ваших женщин, и нас самих и вас самих. Потом обратимся к Аллаху о проклятии и наказании, и призовем проклятие Аллаха на лжецов тех, которые говорят, что и Иса является Богом. Кстати, этот сура, аят нужно в этот канал. Пожалуйста, на ссылку нажимайте и читайте вместе с нами. И вы увидите, мы говорим правду или нет, потому что это называется Коран для дебилов. Изучение Корана для дебилов. Как мы показываем, как в прямом эфире мы можем изучать Коран и видеть всю святость, всю чистоту, всю мудрость этого величайшего произведения искусства посланника Мухаммада, который все это сочинял из своей головы или у кого-то скопировал, и он являлся интеллектуальным вором. Называется это по-современному плагиатчик. И Аллах типа ему снисылал аяты. Хотя Аллах никогда ему ничего не снисылал. Потому что Аллах, мы знаем, это черный камень истукан. Так, читаем дальше. Ну, мы учим, как учить Коран. Пожалуйста, читайте. Так, мы переходим к толкованию ас-саади. Это значит хитамбор, новчина. Так, по-русски это значит объяснение. Тому, кто станет припираться с тобой относительно него после того, что тебе явилось из знания, скажи: давайте призовем наших сыновей и ваших, наших женщин и ваших, нас самих и вас самих, а затем помолимся и призовем проклятие Аллаха. Что это за идиотизм? Прошу прощения, да, это не то, что смешно, это даже горько. Как это можно вообще понимать? А видишь, просто... Да, я пишу сценарий, братан, я сценарий, давай, я пишу. А, видишь, знаешь, чтобы людям доходило, я буду лучше это доносить. Алло, царвой. Лулах, кулах, доуделла. Вот, керт чуха уязи, кто больше, керт чуяза, кто цуяза больше. Доудут адьюча. Юхкара, дацадула, цауа, короче, семейка. Мою доудел. Вот, кертица, рештат. Там 10 сантиметров, так уязи, са уязи, рез больше, пуштат. Свой цахал, рез больше. Многие это знают. Вау, она, короче говоря, синий доудел.
حاولي حبوش حقيقة حي وسمان حي بيرش حقيقة بيرش دوتو تي حالي زود بوتو حقيقة بيرش تمتهم короче حبوش ولي حي بيرش حوصلنا حقيقة هو حبوش ولي حوصلنا حبيرش حقيقة داسكو دعوتي داسكو نعت خيخوش داس الله تسال سيمي وشقي ولت علاش بسادين نعت خيخوش نحن تياس بعيش اوها ولا دليل целый шестимейков вовш не алчишь. Ну ты представляешь эту картину? Ишь, модуй выглядит. Да что и? Ну, а чему улицы был, вовш не алчишь, да отсохнут твои руки, да отсохнет твой язык, да отсохнет твой анус, боже, да, короче. Чтобы у тебя был запор, боже, да. Вовш, проклятый шеш, ешь, да? Ты пока проклятый там наехал, да? Представьте эту картину, выходит на улицу и видит такую картину. Целая семейка друг друга проклинает и матом кроет, понимаете? И что ж, да все, да что, Сара, продолжай. Да, кстати, напоминаем нашим слушателям, что в печатный формат мы выложили чепалгаш чеченский. 33 плачущих смайлика выставили. 31 задумчивый, 26 взрыв мозга, 23 дизлайка, красных 22. Это буквально за несколько секунд. 22 рыгающих смайлика, 21 улыбочку, типа цебеешь, ну, типа, нехорошо. И 18 говновых смайликов. А мы выложили сразу потом, вот когда мы начали читать про Мубахалю, сура 3, аят 61, ссылка на Коран, сразу, буквально за миллисекунды, 29 лайков, 28 сердечек поставили, 27 огненных смайликов, значит, великолепно, и 20 улыбающихся, типа, вот это правда. Это какая реакция на наших троллейботов? Брат, это у них такая, брат, бяхку вела, брат. Это у них такая зависть, а слышь, норвежку, то он чайповский, а что и он, ях, что то и гомцалила норвежку, то и а что я и а что ролтан чушь, да, а еди за дух, что и завидует, что и могли пащи, продолжай, бяхку вела. А ничего страшного. Так, обращаемся к техническим модераторам, которые регулируют письменный чат, печатный чат Ламан Марзу нашу. Пожалуйста, если есть у вас возможность, блокируйте вот этих троллейботов, которые пишут вот это, заходить на все аки, ставить эту ау, потом торга. Пожалуйста, просто берите и блокируйте, очищайте свой чат. Люди хотят комментировать, оставлять какие-то реакции, но им просто тут начинается это спойлеры, спамить тут это. Пожалуйста, просим вас. Заблокируйте, не нужно вот этих вот. Брат, я понял, кто это, брат. Брат, я понял, кто это. У Ярова была такая фишка. Я помню еще тогда Яров, чтобы раскрутить свой канал, там лайки, дизлайки, он себе тоже этих ботов подсылал. Это он всегда так делал. Я думаю, этот Ярый. Но не могу утверждать, но уверен, догадки есть. Ну вот это несчастный пидорас, ты же знаешь его. Нет, да. Несчастный, да. Нет, ну это уже печатный чат, не прямой канал, как бы. Там они не дают просто людям писать. Например, кто-то оставил комментарий под вашим чепалгаш, говорит, хороший чепалгаш. А у вас уже 73 комментария. Когда читаешь комментарии, то они вообще бессмысленные. Поэтому мы просим всех тех, кто оставляет бессмысленные комментарии, блокируйте их, пожалуйста, убирайте, очищайте этот чат, потому что люди должны все-таки общаться, мы же не работаем на русском, работаем на чеченцев. Так, продолжаем, да? Хорошо. Насчет Мубахали. Да, брат, ты продолжаешь, я это все делаю. Да. А между прочим, ваш этот самый пример, именно тафсир, вот это, кетам было, чодик, вот, керта, да, беш, яри абали, гоши, да, вот чисто арабская тема. Так, читаем дальше. Смотрите, внимательно слушаем и просто представляем эту картину. Толкование Асади. Я, конечно, постараюсь сдержать свой смех и быть серьезным. Тому, кто станет припираться с тобой относительно него после того, что к тебе явилось из знания, это значит, что Музмам так сделал. Когда он начал там им суры аяты приводить, люди начали его там под сомнение ставить, и он сказал, Шайнану хабади, как вот Криксра только что объяснил, Шайяри хабади, Шайбеш хабади, Кентри яри, Дей нану, и там родственники, и что, мяшло. И он собрал всю эту свою слово, 11 жен, и начал цен, дет, короче. Ну, все, представили, да, мы читаем дальше. Тому, кто станет припираться с тобой относительно него после того, что в тебе явилось из знания, скажи. Брат, да это все добавить. Кстати, ты хорошо подметил.
это же был единственный парень, который мог иметь множество жен. И поэтому, чтобы доказать, видите, я победил в этом споре, он знал, что у другого нету столько жен, столько там рабынь там и все такое. Он знает, что у него тов, который будет проклинать больше, поэтому он сказал так, понимаешь, ну реально подумай, он там двое рабынь, там, 11 жен там еще, да, там, а у этого бедолаги там, понимаешь, который ему бросил вызов, там, одна жена и пару детей, которые еле-еле надо прокормить. И поэтому он сказал, и тот, кто друг друга больше перекрикнет проклятие, да, а когда мы читаем это хадис, мы там видим там одни проклятия, да отсохнут твои руки, да отсохнут и тебя это, да у этого Абу Лахаба, что вообще не стоял в своей жизни, короче, вот такие всякую, ну, такого рода, типа, проклятия, что вы поняли, да, вот абсурд, в который они верят, то есть, одни проклятия, да, и Мухаммад знал, что у него ртов больше, кто будет проклинать, и плюс он сам, и он там со своей женой там вот будет прокричал там, да, он сказал, ну, чувак, у тебя там мало свидетелей, у меня он, смотри сколько, а я сказал из числа 7, понимаешь, и вот так, кто кого больше перекрикнет проклятие, чья команда победит, может, и спорить, говорит, хотя Алмадец. Брат, дошел до тебя тафсир. Засвидетельствуй Аллахом, что до тебя дошел мой тафсир. И продолжи, пожалуйста, дальше. Дальше продолжай, брат. Да, ты рассказал же, да, наш боевой ворон, чеченский боевой ворон со скандинавским окрасом очень хорошо описал. И как бы ваш покорный слуга, благословенный, многоликий, многопрофильный, всепроникающий, вездесущий, всезнающий, салят, лауреат и все, что мне сказали, и педераст в одном лице, которого обвиняют все эти педерасты, которые сюда заходят. Я просто представил эту картину. Это такой глав такой, собрал Мухаммад своих 11 жен, всех вот этих детей небрачных, вот эту всю свою свору, и там один бедолага какой-то курайшит стоит, и он ему «Мубахаля!» и они начинают его грузить, да, вот такая тема, ну понял, да. Ну очень интересно, между прочим. Так, ну, разбираем тему. Вот поэтому наши все вот эти вот русские, подрусские, заднеприводные, кверхузады мусульмане, которые заходят сюда, исламисты, которые говорят, Путин хороший парень, русский самый последний конченый, алкаш тоже лучше любого чеченца. Вот, это они этим занимаются, Мубахали. Кстати, напоминаем, нас внимательно слушает Бастион, это тоже такой же русский заднеприводный кверхузад, с нами Точка, также Билал. Они молчат, они заскакивают, снова слушают, уходят. Но мы им даем понять, что мы даем возможность говорить. Мы их не гнобим. В отличие от них, мы их слушаем. И даем им высказываться. Так, значит, представляем, да, Мубахаля, что такое? Мубахаля такое действие, проклятие. Но они как бы добиваются правды. Тому, кто станет припираться с тобой относительно него после того, что к тебе явилось из знания, скажи, давайте призовем наших сыновей, и ваших, наших женщин, и ваших, нас самих, и вас самих. А затем помолимся и призовем проклятие Аллаха на лжецов. Однажды к пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, прибыла делегация христиан из Наджрана. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, привел им убедительные доказательства того, что Ииса был всего лишь рабом Аллаха, его посланником, но они продолжали упрямо отстаивать свои ошибочные воззрения. Они уяснили истину, однако упрямство и фанатичная приверженность своим взглядам мешали им покориться ей. Они продолжали настаивать на том, что Иса был Богом. И тогда Аллах велел пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, предложить им призвать проклятие на лжецов. Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, обещал им привести свою семью и своих сыновей, и предложил им прийти вместе со своими семьями и сыновьями, чтобы попросить Всевышнего, Аллах подвергнуть наказанию и проклясть лжецов. Христиане посовещались, стоит им принимать его предложение или нет, и решили не принимать его, ведь им было прекрасно известно, что Мухаммад был настоящим пророком Аллаха. Они понимали, что принять его предложение означает обречь на погибель себя, своих детей и своих жен. И они заключили с ним мирный договор, согласились выплачивать поддушную подать и попросили его не вести против них боевые действия. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует,
согласился на такие условия и не стал оказывать на них давление, потому что он добился желаемого результата. Люди уяснили истину и убедились в упрямстве и неверии христиан, потому что они отказались призвать проклятие Аллаха на лжецов и фактически признались в том, что они были несправедливыми людьми. Так, исходя из этого тафсира, конечно же, это все рассказывается в хадисах тоже. Значит, вот в этот город Наджран, прошу прощения, из Наджрана какие-то приехали христиане к мусульманам. Да? Они хотели постичь истину. Они говорят, вот Иса Пайхамар, как они говорят, Иса Пайхамар, пророк это Бог или Сын Божий. Но, как мы знаем, мусульман все своровал у них и создал целую суру 19, потому что он все переписал у православных. У христиан и католиков, там, без разницы, кто они там, все христиане, там, в Иерусалиме, там, в Медине в то время были христиане. А они ему говорят, ты у нас что-то все переписал, брат. Иса это наш пророк, этот еврейский, авраамический, с Назарета. А он в наглую, Кузьмянов. Нет, он пророк. Это он тот пророк, который предавал передо мной последний, предпоследний пророк к Аллаху. А ему христиане говорят, неправда. А он говорит, правда. Смотрите, как начало хорошее. Потом он говорит, хорошо, приводите с собой ваших всех родственников. Но это доказательная база, представляете? Он этим им доказывает, что типа они правы или это их не аргументы и факты. А те приехали-то к нему, а он собирает, значит, всю свою свору, эти 11 жен, всех этих небрачных, брачных детей. Кстати, мы знаем, что мусульманин, когда женился, на какой-то там, сейчас по памяти знаете, сура 33, аят, кажется, 51 по памяти. Если надо, точно. Он зайти боялся к себе, когда женился. 3 мудака там ходили, с его женами развлекались. Чего в царях шли Аллашу? От него пошел никаб, прошу прощения, хиджаб, сура типа. Прикрывайтесь тоже. Хадисы есть, когда она выходила мочиться, одна из его жен, а другие жены, он не мог к ним зайти, потому что там 3 мудака, ансары его, с ними развлекались. Кулеш, ой, чего? На такой степени, как яцис. И мусульманов. Ахарьяли, шанахатяли, лайчули, штабал науна, да? Чего он ахшилайти, а да, занавески. Делается чумово швейцария, шизури больше. А она осталась в зуде шсакая на он. Так ардул яхшу шляла и мусульманов. Двадцать халагата, двадцать. Вишкета шейдар богды. А она видать собьешься, у разбойников руку учился, бида хашстаешь, надо быть здесь, что надо садишься нового. Хотя мистер яхшу ждать ареве, делать девчонки. Цена и сура аят душун на хиджаб, по поводу хиджаба. Это так, для информации. Мы что хотим донести? Что их доказательная база – это болтать, кричать, оскорблять родственников, сестер, матерей, братьев, детей, предков. Вот это все, что вот сейчас вот делают русские православные, подрусские вот эти вот рабы, верхузады, задний привод. Вот это вся их арабская культура, арабская. И этим занимался мусульман. Вот здесь, в этой суре аяте про Мубахалю, сура 3, аят 61 из 200, он явно показывает наглядно, как они доказывали, что есть божество, как Аллах и его пророк Иса. И он им сказал, той делегации из христиан, которая приехала к ним из Наджрана, он им сказал, хорошо, приводите с собой всех ваших родственников, а я своих. И мы будем друг друга проклинать. Кто кого перекричит, тот и прав. Вот, например, со мной 1000 человек, а против меня, допустим, выступает Криксаун. И у него только его семья из 10 человек. Конечно, я его перекричу. И я скажу, я прав. Это моя доказательная база. И что самое тоже интересное. Ты попутал, братан. Братан, да. Ты попутал. Если я всех своих детей соберу, всех своих бывших жен и нынешнюю жену, брат. Ты знаешь, брат, там какие крики будут. Ты не вытянешь этот спор, брат, этому Бахалю. Даже не вздумай, братан. Понял, хорошо. Да, но интересно в этом тафсире, объяснение к этой суре аят, что вот как бы он доказал им, что Иска, это самое, Исик, вот этот Пайхамар, а не Бог, потому что их было много, потому что они к нему приехали. И тут же они пишут, арабы, лжицы, вот этот вот Асади и все эти артисты, что они согласились с тем, что Иска является предпоследним пророком перед Мухаммадом, призывал к Аллаху,
И сразу согласились, подписали договор, потому что, знаете, вот интересно, там есть такие суры аяты в Коране, когда говорят, надо рубить голову, там, любым людям, которые не признают Аллаха, но когда выгодно Мухаммаду, он с ними какие-то договора создает, подписывает, и дает им выплачивать какую-то дань, какой-то торговец, мерзавец, понимаете, он торгует именем Аллаха, верой в Аллаха. Смотрите, вот тут написано, так и написано. Христиане посовещались, стоит им принимать его предложение или нет, а Мухаммад им делает предложение, и решили не принимать его, ведь им было прекрасно известно, что Мухаммад был настоящим пророком Аллаха. Они убедились, потому что их было много, они перекричали. И они с ним заключили мир, они понимали, что принять его предложение означает обречь на погибель себя. Смотрите, какая тут шантаж как бы идет. Если они признали, что он прав, почему они должны бояться, что он их уничтожит? Ну тут же так и написано. Они понимали, что принятие его предложения означает обречь на погибель себя. Значит, если ты признаешь, что он прав, Мухаммад, что он пророк последний, и Аллах это есть Бог, а Иса это посланник Аллаха предпоследний. Если мы это принимаем, их все равно Мухаммад будет наказывать, убивать. И они тут написали, они понимали, что принятие его предложения означает обречь на погибель себя, своих детей и своих жен. Смотрите, какой Мухаммад коварный. Если ты даже с ним согласился и признал, что он прав, что Исик последний пророк, и что Мухаммад последний, и что их прислал Аллах, а он тебя все равно убьет. Он тебя убьет и убьет твоих детей, твоих жен и всех твоих родственников. И поэтому, смотрите, вот Мухаммад какой коварный. Пророк, да благодарит его Аллах и приветствует, согласился. Он так, тут так и написано, согласился на такие условия и не стал оказывать на них давление. Они сказали ему, мы будем тебе платить дань. И он сказал, хорошо, типа. А на самом деле он им сказал, вы будете мне теперь платить дань. Не то, что он сказал, он им дал приказ. И не стал оказывать на них давление, потому что он добился желаемого, потому что он сделал так, что они ему выплачивают дань, добился желаемого результата. Смотрите. Они же, боясь, что детей и жен он уничтожит, если они согласятся, они-то согласились, потому что он их перекричал, испугал, их было много, и они заключили с ним мирный договор. Христиане заключили мирный договор. Если ты заключаешь мирный договор, если этот мирный договор, то ты никому ничего не должен, потому что вы говорите о мире. Но нет, в этом мирном договоре есть такие условия. Согласились выплачивать поддушную подать, значит налог, и попросили его не нести против них боевые действия. И сказали, умоляли его, пожалуйста, не убивай нас, Бог. Смотрите, вот если ты пророк Мухаммад, тебя прислал Аллах, и ты распространяешь слово Аллаха, зачем людей убивать, гнобить их жен и детей, если ты доказал им правду? И еще заставлять их платить дань, и пугать их, если вы все это не будете делать, я все равно вас всех перережу. Вот такой Мухаммад, очень добрый, хороший, чистый, светлый пророк. Их религия в Аллаха такая же, арабская, бедуинская, насильная религия, убийство, наследие малолетних детей, насилие. Они нам преподносят, что о, какая хорошая религия. И тут написано потом, потому что он добился желаемого результата. Люди уяснили истину и убедились в упрямстве, в неверии и неверии христиан, потому что они отказались призвать проклятие Аллаха на лжецов, и фактически признались в том, что они были несправедливыми людьми. Вот. С позиции силы он им типа перекричал их, доказал, и он прав. Вот так у нас все, да? Значит, если правда с позиции силы, тогда что это за религия, что это за слово Аллах? Понимаете, о чем здесь речь? Так, читаем Тафсир Ибн Касира. Мы все время находимся в суре 3, аята 61. Аллю Имран, семейство Имрана, 61 аят из 200. И ярким представителем и примером этого Мубахаля был Заки Ахмад и этот Абу Хамза с Турции. Абу Хамза видео прямую связь включил, посадил всех своих жен в черных мешках арабских, одеяниях проституток, наложниц и женщин с низкой социальной ответственностью. Мы против чеченских женщин ничего не имеем, это те, кто на них одевает, они подлые мерзавцы. И сидел, ждал Заки Ахмада, чтобы сделать ему Мубахаля. Потом он ему типа сделал Мубахаля. Вот чисто по Музмахмадовскому это все сделал. Вот это распутство и блядство распространяет в чеченском обществе. Так вот, эта съемка есть видео в формате в YouTube. Кому интересно, пожалуйста, смотрите. Так, только, а как мы знаем, Хамза, это брат дочки Умара, является штатным, внештатным сотрудником ФСБ.
о нем тоже у нас есть передача на нашем канале, и многие там люди об этом говорят, сами из их узкого круга заявляют, это как шейх, шейх, извиняюсь, Мансур Самашкинский. Сам на своих же русских православных Ахлю Музмуда суннатовцев настучал, сам же на себя и настучал, на своих вот этих вот, как их говорится, поддельников, братьев мусульман. Так, читаем дальше, толкование ас-Саади. Тому, кто станет припираться с тобой относительно него после того, что тебе явилось из знания, скажи, давайте призовем наших сыновей и ваших, наших женщин и ваших, нас самих из вас самих. Я не могу это читать. Что за идиотизм? Да елки-палки, да уже надоело в этот позови. Когда он быстро скажет уже, да, этого позови, того позови. Просто скажи, всю семейку позови, мамку тоже позови, бабку тоже позови, там, всех позови, елки-палки. Зачем вот это, этого позови, того позови. А улица, а что, Махмуда позови, он того позови. Это что такое же, надоедает уже слушать. Нет, серьезно. Кстати, из русских сказок бабка за детку, детка за репку, репка за внучку, внучка за жучку, бог же. Они же тоже звали. Все у них. Я всех позову с этого чата. Нет, представь, Димбра, Лярана, чтобы вот кого-то там проклинать, обматерить там, чтобы у тебя там руки отсохли, чтобы у тебя там корова там молоко не давала. И не алшхер, да, им даются хадис, что не алшхер. А мы знаем из хадиса, как там Айша проклинал того, это проклинает этого, та проклинает ту, короче. Вы внимательно читайте, его жены все проклинают, все оскорбляют, понимаешь? И он видит свой батальон, а почему бы не воспользоваться, понимаешь? Ну, как не как царь. Да, он присладил, чтобы и Элла, да, он улетел, есть, он улетел, и хавалила, чтобы чисто там друг друга попроклинать. Вот. Реально, вот, прочитайте вот этот бред, елки-палки, и потом, это хавали, да черт подери, скажи ты уже, наконец, позови всю семейку, понимаешь, семейку Адамс, позови всю. Блин, все, вверх повелышь. Да все дошерство. Да. Представляете, мне какой-то спор с кем-то, я такой, собор делся. Подождите сейчас, я позову всех с чата. Ламан, Марша, Барзо, ЧДП, всех позову, короче, пойду проклинать тебя. Астора, да, никогда. Да, Мисан ты хашторой. Мисан ты хашторой. Да, цену ты хашторой. На Ламан, Марзо, вон сихар навели, видишь, боты, джины кругом одни. Кстати, пожалуйста, мы вас просим, блокируйте этих всех мерзавцев в чате печатном, потому что они дают людям писать. Люди хотят писать, говорят, это невозможно. Одно сообщение они пишут, там 100 сообщений, и их сообщение там теряется, непонятно, бессмыслица получается. Там так, просто продолжим. блоком не обойдется, завтра чистить будут канал. Приложение купили мы. Хорошо. Читаем. Значит, тафсир от Ибн Касира. Ибн Касир тафсир к этому. Мы напоминаем нашим друзьям, слушателям, мусульманам, мы все еще находимся в суре 3, аят 61 из 200. Алю Эмран, семейство Имрана. Все выложено в этом печатном формате на канале. Пожалуйста, идите, читайте. Кому интересно, сверяйте. И не врем. Это называется уроки для чайников по изучению Корана. Как надо его читать. Кстати, к нам присоединился Кю. Я думаю, он все-таки будет принимать суры аяты из Корана. И не будет тут сквернословить. Тафсир от Ибн Касира. Аллах повелел своему посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, молиться о проклятии тех. Ну, смотрите, Аллах повелел своему посланнику Мухаммаду молиться о проклятии. Ну, это что за Аллах? Это что за Бог такой? Что за Господь, который призывает своего пророка, чтобы он призывал к тому, чтобы молиться о проклятии? Ну, это ж вообще высшая степень блаженства. Читаем дальше.
Молиться о проклятии тех, кто отвергает истину в вопросе Исы, мир ему после разъяснения о нем. Тому, кто станет припираться с тобой относительно него после того, что к тебе явилось знание, скажи, давайте призовем, начинается снова, давайте призовем наших сыновей и ваших сыновей, наших женщин и ваших женщин, нас самих и вас самих. То есть приведем их до присутствия на мольбе о взаимном проклятии, а затем помолимся, то есть возведем мольбу о взаимном проклятии, и призовем проклятие Аллаха на лжецов среди вас и нас. Значит, мы все собираемся, например, 5000 человек, чеченцев, и мы молимся к Аллаху, чтобы он проклял нас всех, лжецов, которые среди нас находятся. Потом мы помолились по проклятиям, именно сделали проклятие, а потом мы молимся и призываем Аллаха, чтобы он нам всем, кто из нас есть, лжецов, тоже снова сделал проклятие. Сперва мы молимся о проклятии на тех лжецов с другой стороны, а потом мы все вместе встаем и молимся о том, чтобы среди нас всех, которые есть, лжецы, чтобы их он проклял. И все время Аллах сидит такой и смотрит с небес, там, не знаю, откуда там, со своего трона, и говорит, так, вы молитесь друг на друга, чтобы я проклял вас. Хорошо. Закончили? Да. А теперь помолитесь все вместе, которые друг друга проклинали, которые молились ко мне, чтобы я вас, и среди вас, которые есть жрецы, чтобы я их проклял. Но что вы должны мне молиться все вместе, хотя только что недавно друг друга проклинали. Вот такой вот у нас Аллах. Так, читаем дальше. Причина ниспослания аятов о взаимном проклятии и тех, что были ниспосланы до них с начала суры и до сих аятов, послужил приход делегации христиан из Наджирана. Прошу прощения. Однажды к пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, прибыла делегация христиан из Наджирана. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, привел им убедительные доказательства того, что Иса, мир ему, был всего лишь рабом Аллаха. Как всегда, рабы, вот именно. Раб. Просто не может быть сыном Божьим, человеком, который верит в Бога. Нет, сразу раб. Сверху задний привод. Говорит, а может, Читаем дальше про рабов. Рабом Аллаха, был всего лишь рабом Аллаха, значит, Иса и его посланник. Значит, он является одновременно и рабом, и посланником. Как, вот вы мне объясните, мне мой мозг это не понимает, простой такой человеческий среднестатистический мозг не понимает, как это ты можешь быть одновременно и рабом Аллаха, и его посланником для других рабов, потому что все мы являемся рабами Аллаха. Но почему-то Аллах меня выбрал посланником, хотя все мы являемся рабами, и все мы в одном статусе, все мы рабы. Но почему-то Иса, он стал посланником. Вот это вот непонимание, вот эта ситуация, это диссонанс называется, когнитивный диссонанс, мне не дает возможности принять эту правду, хотя это является сурой и аятами из Корана величайшей правдой, одной единственной, которая не изменится до скончания нашего века, до скончания человеческого рода на этой земле. Это книга, которая никогда не изменится, поэтому будем всегда одно и то же читать. Ну хорошо, читаем дальше. Значит, что Иса ему был всего лишь рабом Аллаха и одновременно его посланником для тех же других же рабов, которые такие же рабы Аллаха, как и он. Но они продолжали упрямо отстаивать свои ошибочные воззрения. Но христиане, как тут говорится, все равно, зная, что они неправы и в заблуждении, все равно отставили свое мнение, типа Иса является Сыном Божьим. Тогда Аллах не спаслал эту суру, и тут же вот, Мухаммад их слушает, такой раз, из головы у него аят такой выскакивает. Сура 3, аят 61. Надо вас проклясть большим количеством людей. И как то, что мы говорили, собирают всю свои 11 жен, внебрачных детей, брачных, небрачных, всех своих этих наложниц и начинают проклять нас. Да, Аллах не спаслал эту суру как опровержение их доводов. Это факт, значит, вот эти проклятия. Как упоминает об этом имам Мухаммад ибн Исхак, ибн Ясар и другие знатоки. Ибн Исхак приводил эту знаменитую историю в книге Сира. К пророку приехала делегация христиан Наджран. Это значит исламский труд Сира. Если что, кому надо, пожалуйста, идите читайте имама Мухаммада ибн Исхак ибн Ясара. А если точнее, то имам Мухаммад ибн Исхак
ибн Ясар, его научный труд «Исламский сира». Пожалуйста, идите читайте это все это. К пророку приехала делегация христиан Наджрана, состоящая из 60 верховых. То есть, а тут уже в этом тафсире уже четко все по числам говорится. 60 верховых христиан приехало. 3 из них были главными. Смотрите, христиане, но они арабы. Смотрите, как это. Это христиане, но они арабы. У них арабские имена. Аль-Акиб, правитель общины, главный выразитель их мнения, которому никто не перечил. Имя его, смотрите, христианин, но араб. А как мы знаем, если ты христианин, у нас же как принимают чеченцы, что типа ты не араб, а тут это арабы. В то время, значит, арабы уже в то время были в Медине, в Иерусалиме уже христианами. А Музнамов у них все перебрал и начал свои сказки сочинять. Никто не перечил, имя его Абдул Аль-Масиф, потом есть Ас-Саид, он главный их советчик и вождь их каравана, как обычно караван. Их главный вершитель дел, его имя Аль-Айхам и Абу Хариса ибн Аль-Хама из рода Бану. Это значит, это арабский род бедуинский, Бану. Но они были христианами уже в то время. Бакр ибн Ваиль, епископ, ученый муж, смотрите, арабский ученый муж христианин, духовный глава, настоятель религиозной школы Мидраса. В то время христиане называли свои учебные заведения Мидраса. Арабы тоже, они же арабы-христиане. А этот Музнамов у них забрал все сказки переделал, себе взял это все, взял, себе приписал. И их название, вот эти вот религиозных школ, Медраса, себе сделал. И поэтому мы сегодня говорим Медресе, Медраса, это все арабские христианские названия. В то время христиан. Но нам-то по барабану христиане, мусульмане. Это все не наше. Абу Хариса пользовался... Брат, да, я расскажу достоверную историю про тех 60, которые приехали. Караван там упоминается. Заметь, там упоминается караван. Все знали, что арианцы, которые тоже считали, как ни странно, Иисуса там пророком, а не сыном Божьим, и не Богом там, ну, не Бога-человек там, они знали, что они Саудовская Аравия, и что они утверждают это. Кто не знает, кто такие христиане, когда среди них появляется противоречие их христианской аиды, какой-то чувак там, или там свидетели Иеговы там, или ортодоксы там, или там лютеранцы, ну, разных, да, там появляются. И у них такая стычка бывает, что мусульмане курят в сторонке, понимаешь, они еще так жестко рубятся. Представь, один, короче, поехал караван. Вот, наш товардаш. Мекки, Медине, то вот, сейчас мы حديث مدير торговый, точка больше. Рияж, адабитно, ну, тех было хадиса. Факт в том, что 60 верховых верблюдов, хаберкан христиан шбух, вот, в стиле рэп-регион, церковь американский, вообще он, так далее, садов, же больше. Под рэп-кассетаж, вот, охкел, хочу еще, да, скоро бродер из 6 стилей. Хорошо, и стабил кушай, арбо бош, да, что под стилем, что дик комалет гош, христиан, шбат, он делегация, тарелет. На самом деле, вот, кто вообще жал яш, кто свой там, я умяш, караван, юнос, дуй, Йемене, наркотические листки считаются, бактиалы, бурундук, санбатошиос, нирш мой Йемен, что тебе лишь там, дуй. И он ми гумаяш, хабяхна, юхшай дик шауна больше. Вот, местно арбош, я вот, штхаты модей, что новости, яти, гудати, охот. Вот в каждом городе узнавали новости, заметьте, как сказать, особенно базарю, вот, там больше новостей, заметьте, геркал, как афиши. Там было много антишадик шауна больше. Что гудати, новости модели, дела, ахат, он сауту. Сада Ильяш. Прямо рубашка. Такой рош, вот статую шо, короче, элицани, эра улидац, короче. Юбали вяло, а малыш побацу, короче, такой рош, мать, так вот, и он же провода больше, дик шоу забыл. Что один сказать, провод вот эш, и сам без штук мобил хозяй. Эш будешь рианш, мать. Да, бонок, энти, короче, говоришь, дик шоу забыл, провод твой. Он провод тоже, и слушал, да. Вообще, на серьезно, их слушаться.
А он воспринял это, представь себе, все с Даром в Осло, да. На Аравийском полуострове арианцы больше всего заполнялись там. Европа, Кэзберыш, вот она. И они все туда бежали, они там находились. Першабу арианш, адабитта он просто киборг, он говорит то же самое, что говорят эти арианцы. Тут разницы нету. Тут чувак объявил себя пророком, понимаете ли? У этих арианцев уже есть как бы пророк, они считают Иисуса пророком, эти арианцы, а тут заявляет то же самое, что заявляет вот этот арианцы, и при этом заявляет, что он пророк. И ребята поняли, что что-то там не так. Что привод твой да, и слабош, короче, дебаты, что на харду. Короче, حبيحكم مو بناخذ زودر ميчабуте, он сказал, несколько тысяч миль тябо бил, что зудр что ваша женщина, наша женщина, вообще батарея тябо, ты ой, бомба женщина. Что просто мог, я тебе так и собраться, на самом деле, вы поняли, о чем я? Да, совершенно верно. Хорошо, зубы я съешь, ваши женщины, наши женщины. Не, просто караван, я тебе говорю, делегация, серьезно, испытать, уверен, бац, по дороге, будь حبوف, انت جانا باش ناس خرچن خود خذاكر اج امت تعو ايش ديش ابرو تزبروتو просто бон холош дой асхабуса гому ало гитара хауа امت короче говоря этот реально представил, что к нему приехала делегация, это всего лишь который продает, понимаете, это караван 60 там, верблюдов, арабы приехали. А он подумал, ох, я какой царь. Царь присел на кресло, может. Все это делегации. Нет, ну это сейчас смешно, не, это мы-то смеемся, мы тогда понимаем, о чем речь. А это же для нашей нации... Брат, это так оно и было, брат. Это так оно и было, брат. Да, мы-то знаем, что это так и было, поэтому и смеемся. Но дело в том, что это нашим чеченцам, бедолагам, это рассказывается так, что как будто это было правда, что вот он там сосел, там собрался, там это говорил, там они приняли, типа, хотя вот это, что самое главное, они же нам это продают, что за чистую монету, как бы. Что самое опасное, что как бы представляет опасность. Не, брат, ты чё, брат, нельзя, брат, ты чё, наоборот, ишлама, диез, вот гоем, брат, хажал, омерка, власть мельеши, ушуем, вот, диндич, да, то же самое, зачем, мы вот им стараемся открыть глаза, за эти бабки не просим, за эти лайки не просим, ни донатов не просим, ничего не просим, понимаешь, они еще сильнее. Уперся один, да? Но малая численность, ну, наоборот, один хаусо, да, то сейчас как бы кайфеш, ну, монафик, да, ну, шунч один андол, то, что наша нарезать, диез ахбох, да, и, а вот так, рейсак будешь, что и, короче, наоборот, мода, хаду един, наоборот, навязать, диез саду, а худи есть избрать, хотя хадах мелает, уж хочу сопротивляться, что само, нандер, чьешь, что и, уже все горшен детич. حديثها брат, легко было. До того нам диачен хадетич, да, понимаю. Смотрите, вот арабы, значит, да, значит, это все арабы, как мы видим, там нет других национальностей, но в любом случае, в этом, к нам присоединился психоделика, наш брат в исламе, брат во Христе, алхамдулилля, с нами психоделика, величайший, один из величайших мусульман всех времен и народов, Кверхузат заднеприводный тоже. Ну, нормальный парень, нормально. Так, значит, мы знаем, что вот эти все арабы там, которые в этом, на Аравийском полуострове, там не было других национальностей. Но нам представляют, вот когда нам объясняют про ислам, как будто там были какие-то христиане, какие-то другие, не арабы, понимаете? А на самом деле все они арабы, понимаете? Все они арабы. Просто те арабы христиане чуть раньше приняли христиан, потому что они были в Медине. А если так географически посмотреть на карту, Мекка, она более на юге находится, чуть подальше в пустыне, а Медина ближе в сторону Иерусалима, понимаете? И поэтому, конечно же, они были уже более-менее христианизированы, потому что они встречались с этими христианами, византийцами. И нам так сидят, что там, конечно, Порчига. Вот, ну, в чем там будет, Тиманович, Басхан, брать вот это. Но Басхан это образный такой мула. Басхан, Кверхузат заднеприводный, ФСБшный агент. И вот эти все Салев, и Малев, и Салях, и Малях, и
Шахидов, Маевы, Хашхановы, Тевсеевы, Заки, Амадар, вот эти все муллы, Джамбулаты, Сулеймановы, Айтукаевы, Гайтукаевы, Духмухуш Абдурахманы из Норвегии, Аль-Саль-Сабилис, эти колодцы, которые копают, шныри. Они все говорят сюда. И мы такие все, у нас такой образ создается. Соответственно, что вот не арабы. А на самом деле, факт, вот здесь написано все в исламских трудах. Книга Сира, читайте. Ибн Исхак, это имам Мухаммад ибн Исхак, род Бану, арабский, знатный, торговый, купеческий. Арабы, там только были арабы, и среди них вот эти христиане, они христиане начали это делиться, мы же махмадовцы. Все между арабами, это не наша история, нам вообще туда не надо лезть. И вот читаем дальше, там не было других национальностей, только все арабы, эти племена бедуинские. Так, читаем дальше. Ну, вы понимаете, да, о чем речь? Абу Хариса пользовался среди них уважением, изучил книги христиан, был большим знатоком их религии. Цари Византии, исповедующие христианство, оказывали ему честь, давали ему деньги, оказывали услуги, построили ему церкви и проявляли к нему всяческое уважение, узнав о его учености, религиозном усердии. На пути в Медину муллица Абу Харисы споткнулась. Тогда Каус сказал: к несчастью того, к кому мы едем, имея в виду пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Абу Хариса воскликнул: это ты несчастный. Тогда Каус сказал: это почему, брат мой? Он ответил: клянусь Аллахом, он тот пророк, которого мы ожидали. Каус спросил его: если ты это знаешь, почему же не присоединишься к нему? Он ответил: что с нами сделали эти люди? Они оказали, прошу прощения, нам почет, снабжали деньгами, были добры к нам, но они его категорически отвергают. Если я это сделаю, то они отнимут у нас все то, что ты видишь. Эти слова не понравились его брату Хаузу ибн Аль-Камы, он не подал виду. Вскоре после этого принял ислам. Мне рассказал Мухаммад ибн Джафар ибн Аз-Зубайр, он сказал: они приехали к пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, в Медину, вошли к нему в его мечеть, когда он совершил вечернюю молитву. Они были одеты в одежды священников, рясу, плащи. С ними были люди из племени Бану Аль-Харис ибн Хааб на верблюдах. Увидев их, некоторые сподвижники пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, воскликнули: такой делегации мы еще не видели. Уже наступило время молитвы для них, они стали молиться в мечети пророка. Интересно, как они молились? Эти христиане молились, как ракаты делали, что ли, с ними? Ламашки, шоишь? Что-то, понимаете, о чем речь? Как они все молились? Христиане, мусульмане, арабы, мухаммадовцы. Ну нет, они все молились. Хорошо, ладно, что. В мечеть зашли, да? Когда он сказал: увидев их некоторые сподвижники пророка, да благословит его Аллах и приветствует, воскликнули: такой делегации мы еще не видели. Уже наступило время молитвы для них. Они стали молиться в мечети пророка Мухаммада. Он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: пускай молятся. Они помолились, обратив свои взоры к востоку. С пророком, да благословит его Аллах и приветствует, разговаривали Абу Харис ибн Аль-Кама, Аль-Акиб, Аль-Масих и Аль-Айхам. Это были христиане, исповедующие религию царя, хотя с некоторыми различиями. Когда пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, обратились эти два христианских священника, он им сказал: покоритесь, то есть примите ислам и будьте мусульманами. Смотрите, но пророк Мухаммад обращается к своим же арабам, которые молятся с ним же в мечети, на своих, по-своему, по-христиански, но на арабском языке они же все молятся, арабы. Он говорит, те ему говорят: они молятся в твоей мечети, они христиане. Он говорит: пускай молятся. Они помолились, и он им говорит, ни с того ни с сего такой сидит и говорит им, этим знатным из рода Бану: покоритесь, примите мои сказки. То есть примите ислам и будьте мусульманами. Смотрите, они ответили: мы приняли ислам. Они говорят: мы уже приняли ислам. Пророк, благословит его Аллах, сказал: вы не стали мусульманами. Они сказали: нет, мы стали мусульманами еще до тебя. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: вы лжете. Вас от ислама удерживает то, что вы верите, что у Аллаха есть сын, а также то, что вы поклоняетесь кресту и едите свинину. Они спросили: а кто же его отец? О, Мухаммад. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, промолчал и не ответил им.
Аллах об этих их словах и различиях в их религии не спасал начало суры Аль-Имран. Как обычно, Мужмамад, когда ему не было что ответить, он начинал молчать, выдумывал сказку, которую называл аят, типа ему прислал его Аллах. А потом им приходил с новой сказкой и говорит: так, слушайте меня, дорогие друзья, у меня новый аят, вас не спасал Аллах. И начинал ему это рассказывать сказку по имени Аят. И тут также произошло. Он замолчал, ничего им не ответил. Потом Аллах об этих их словах и различиях в их религии не спасал начало суры Аль-Имран. Тут уже он целую им суру начало прислал, и там аят. До аята, то после 80-го. Он сказал: Аллах, и нет другого божества, кроме него, вечно живого и вечно существующего. Он открыл суру словами, снимающими с Бога все их слова о нем, когда к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, пришла весть от Аллаха об этом и решение о разногласии между пророками и христианами, а также приказ предать их анафеме, если они откажутся от принятия ислама. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, призвал их покориться воле Аллаха. Христиане сказали: о Абу Аль-Хасим, дай нам подумать. Потом мы придем к тебе и дадим ответ на твой призыв. И христиане ушли. Потом они уединились с Аль-Акибом, который был авторитетом среди них, и сказали: о Абд Аль-Масих, как ты полагаешь? Он ответил: клянусь Аллахом, о христиане, вы поняли, что Мужмамад пророк послан? Он принес вам решение по делу Христа. Вы знаете, что когда народ проклял пророка, а пророк призовет проклятие на народ, никогда в таком случае не оставался из народа ни малый, ни старший из них. Если вы это сделаете, то вы будете уничтожены. Если вы настаиваете, если вы настаиваете на любви к вашей религии и на продолжение вашего прежнего обращения к Христу, то не враждуйте с этим человеком, вернитесь к себе домой. Они снова пришли к пророку Мужмамаду. Вот благословите его Аллах и приветствует, и сказали: о Абу Аль-Хасим, мы решили не обмениваться с тобой проклятиями, оставить тебя с твоей религией, а мы вернемся домой к своей религии. Но ты пошли с нами одного человека из своих сподвижников, которого ты выберешь для нас, чтобы он рассудил нас в разногласиях относительно нашего имущества. Вы нас удовлетворяете. Мужмамад ибн Джафар рассказал. Видите, так, заостряем ваше внимание, дорогие друзья. В то время даже у них было распространено имя Мужмамад. У них этих Мужмамадов много было. Мужмамад ибн Джафар рассказал. Тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, произнес: приходите ко мне вечером, я пошлю с вами сильного знатока в этих вопросах и верного человека. Умар ибн Аль-Хаттаб говорил тогда: я никогда так не хотел стать вершителем дел, как тогда. Мне очень захотелось стать тем повелителем. Я пошел на полуденную молитву в точное время, то есть без опоздания. Когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, совершил вместе с нами полуденную молитву, он произнес слова приветствия, потом посмотрел направо и налево, а я начал высовываться, чтобы он меня заметил. Но он все продолжал оглядываться и увидел Абу Убайду ибн Аль-Джарраха, позвал его и сказал: иди вместе с ними, рассуди их по справедливости в том, в чем они расходятся. Умар говорил: так это дело досталось Убайде, а не мне. Аль-Бухари, величайший собиратель всех хадисов, Аль-Бухари, на который все ссылаются. Аль-Бухари вообще с нами, чтобы, справка от редакции, мы говорим, вот Аль-Бухари вообще, в хадисе Сахих Аль-Бухари, считается основой шариата на самом деле. Вот если есть Коран, это слово Аллаха, да, это фундамент всего ислама. Там читаешь, есть тафсиры, потому что если ты тафсиры не читаешь, ты не понимаешь, например, в тафсире ты видишь ссылки на хадисы, на другие суры и аяты из Корана, потому что они друг друга хотя они бессмысленны, но они стараются как-то их друг друга дополнить. Например, если взять вот этот хадис, смотрите, сколько там объяснений. Сура 3, аят 61, да? Если его просто тупо, сухо зачитать, да? Тому, кто станет припираться с тобой относительно него после того, что к тебе явилось из знания, скажи: давайте призовем ваших сыновей, наших сыновей, и ваших, наших женщин, и ваших, нас самих, и вас самих, а затем помолимся и призовем проклятие Аллаха на мудрецов. В принципе, тут, если взять слова, вот буквально слова, да, вроде бы понимаешь, но смыслового понятия тут нету. Ты не понимаешь, о чем тут речь. И тут начинается вот эта работа тафсирщиков. Тафсирщики объясняют, а вот это вот так сказал, там тот сказал, там упоминание всяких исторических событий. Одновременно в тафсирах есть ссылки на хадисы, есть ссылки на суры и аяты Корана.
И таким образом мы понимаем вообще, о чем речь. Вот так и надо изучать Коран. А хадисы вообще, если взять хадисы, то то, что нету в Коране, есть в хадисах вот эти собиратели. А хадисы, они как собирались? Вот Аль-Бухари, Шмаль-Бухари, там, Муджайда, не Муджайда, муслимы, не муслимы. Все они являются друг друга учениками. Есть там иснад, цепочка, и вообще хадисы считаются хасан, сахих. Например, чем больше передатчиков, тех, кто передавал этот, например, хадис, ну, это история, хадис это как бы история. Например, если там 20 человек рассказали одну и ту же историю, может быть, там слова разные, значит, это сахих, например. Если там человек 5 рассказали одну и ту же историю, да, ну, там слова чуть разные, то, может быть, это будет хасан. А если там, например, только один рассказал, то они скажут, недостоверно, но можно верить. Понимаете, вот так вот это хадисы, сказки. Поэтому называется арабские сказки «Тысяча и одна ночь». Но, почему все это рассказываем, чтобы вы понимали? Если взять сахиха Аль-Бухари, то это является практически сахих, это значит достоверно. Все, что говорит Аль-Бухари, ну, собрал свои сборники хадисов арабских сказок, это является сахихом. Это все достоверно. И это является, в принципе, основой шариата. Если вы возьмете любую исламскую страну, так называемую мусульманскую, которая признает законы шариата, возьмем туда Египет, Алжир, Марокко, там, Ливия, Тунис, Сирию возьмем. Ну, Сирия, думаю, что сейчас в России пришла, там они шариат, как бы, может быть, даже не принимать. Ирак возьмите, Пакистан, Афганистан вообще молчит. Они, если ты придешь и скажешь, просто встанешь на площади, где, ну, в любом публичном месте скажешь, я не признаю сахих Аль-Бухари. В России-то они его сейчас запретили, да, вроде бы. Но, в принципе, даже если не запретили, они все равно принимают. То тебя посадят в тюрьму. В этих странах тебя просто посадят в тюрьму. И те люди, которые сюда заходят, говорят, я не признаю хадисы, я признаю только Коран, они лжецы, и они лукавят. Потому что все равно они должны принимать это. Потому что в Коране не все написано. В Коране даже не описана молитва. В Коране есть много вещей, что мы находим только в хадисах. Коран — это просто сказки Музнамада, которые были дополнены всеми его последователями, его потом сказками, его примерами. Потому что сунна, она только в хадисах. Там не описывается в Коране жизнь Музнамада. Поэтому они говорят, сунна — это путь Музнамада. Как он жил, чтобы мы были примерами. Прямо наоборот, там не говорится, например, допустим, пример такие. Там хадис так, он тогда встал, с левой ноги встал, в туалет зашел, с правой вышел, там, присел, потерся 3 камушками. Там в Коране это не говорится. Поэтому мы сунну не знаем пророка. Мы знаем сунну пророка только из хадисов. Ну, чтобы у вас было понятие вообще, как ислам надо изучать, как к ним подходить концептуально. Поэтому Аль-Бухари хадис, они сахихи. И тот, кто говорит, что я не признаю сахих Аль-Бухари, я признаю этот Коран, потому что там это все сказки. Он лжец. Попробуй, скажи, в любой исламской стране, где признается право шариата, что ты не признаешь хадисы, тебя посадят на веки веков. Не то, что тебя посадят, возьмите Саудовскую Аравию, тебя нахрен там отрубят руку, ногу, половой член, в задницу тебе что-нибудь загонят. И еще тебя посадят в тюрьму, даже не вылечив. Вот такой есть это исламский шариат. Поэтому тот, кто говорит, я хадисы не признаю, он подлый, мерзкий лжец. Попробуй он это скажи в любой, еще раз повторяю. Не то, что там шариатская страна, более-менее принимать, такие как Алжир. Алжир является светской страной президентской. Марокко возьмите там, не знаю, Египет, военная хунта там. О других исламских странах не говорим, обратно не будем приезжать. Афганистан, там, Саудовская Аравия, Йемен, ну и все такие беспонтовые арабские страны, так называемые мусульманские. Ты просто попробуй сказать, что ты не признаешь хадис. Ты просто попробуй сказать в публичном месте кому-нибудь, что ты не признаешь хадис. Тебя там оторвут по полной и посадят в тюрьму, может быть, даже пожизненно. Так, читаем дальше. Ну, понимаете, да, о чем речь? Аль-Бухари, чтобы понимали, да, с кем мы общаемся. Аль-Бухари — это Аль-Бухари, понимаете? Не просто там какой-то сказочник, который сказки собирает. Аль-Бухари — это сахих Аль-Бухари. Это величайший шейх улем ислама. Аль-Бухари передает, что Хузайфа, да будет доволен им Аллах, сказал, когда правители Наджрана, Аль-Ахиб и Ас-Сайд явились к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, чтобы предложить ему признать проклятие друг на друга, один из них сказал другому, не делай этого, ибо клянусь Аллахом, если он и в самом деле является пророком, а мы станем призывать друг на друга проклятие, то не будет успеха ни нам, ни нашим потомкам. А потом они сказали пророку, да благословит его Аллах и приветствует, поистине мы дадим тебе то, чего ты у нас просишь.
Здесь речь идет о том, что знать Наджрана согласились, прошу прощения, что знать Наджрана согласилась выплачивать мусульманам поддушную подать и доставлять им ежегодно 1000 одежд и 1000 окий серебра в месяц Сафар и столько же в месяц Раджаб. Но ты должен послать с нами надежного человека и не посылай с нами никого, кроме надежного. На это пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал им: я обязательно пошлю с вами действительно надежного человека, и каждый из сподвижников посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, пожелал, чтобы было названо его имя. Что касается пророка, да благословит его Аллах и приветствует, то он сказал: «Встань, о Абу Убайда бин Аль-Джаррах». А когда он встал, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: этот человек является доверенным лицом амин этой общины. Ну, амин это амин этой общины. В другой версии этого хадиса, передаваемой со слов Аннаса, да будет доволен им Аллах, общается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: поистине в каждой общине есть тот, кто заслуживает доверия. Амин. А заслуживающим доверия этой общины является Абу Убайда бин Аль-Джаррах. Тут написано ссылка, смотрите хадис номер 474, значит 1474. Имам Ахмад передает от Ибн Аббаса, что Абу Джахль, да проклянет его Аллах. Смотрите, Джахль, смотрите, вот это слово производное, это Джахль. Имам Ахмад передает от Ибн Аббаса, что Абу Джахль, и поэтому называют Джахль, который в исламе, да проклянет его, тут написано, Аллах его. Как-то сказал, если я еще раз увижу, что Мухаммад молится возле Каабы, смотрите, очень интересный момент, пассаж, я встану на его шею. Вот этот Джахль так сказал. Представляете, он сказал на нашего пророка Мухаммада, его же брат араб. Уже потом пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал об этом. Когда окреп и понял, что за ним какие-то бандиты ходят, он начал этого Джахля потом гнобить, а потом, возможно, его убил. Но это вычислим потом. Если бы он сделал так, то ангелы растерзали бы его на его глазах. Если бы иудеи, смотрите, сразу надо припречь у иудеев, возжелали смерти, то они умерли бы все и увидели свои седалища в аду. Седалище, это значит задницы. Вот они сказки рассказывают. Если бы те, кто хотел призвать взаимным... Нет, понимаете, если... Знаете, что самое интересное? Вот они живут в Мекке. Евреи жили в то время чуть-чуть в Медине и в Иерусалиме, да, Аль-Кудс, как они говорят. Но нахрена, как говорится, им втягивать этих евреев в Мекку, в Абу? Нет, надо их туда тоже. Хотя это был Абу Джахль, который сказал, я сяду на его шею. Но нет, Мухаммад пошел к евреям. Потому что, знаете почему? Потому что его евреи послали нахрен со своими сказками, аятами, и сказали, иди нахрен отсюда, Мухаммад. Мы твои сказки слушать и принимать не будем. Мы евреи, у нас есть Тора, Талмуд. Мы верим своим вот этим сказкам, своим еврейским сказкам. А ты, Мухаммад, бедуинский, иди вот туда, себе обратно в пустыню. А он, чтобы потом их наказать, сочинил все эти сказки, что они произошли от обезьян, и приклеился к их авраамическим сказкам, сказав, что арабы, вот эти бедуины, какого-то Авраама тоже пришли. Ну, поэтому они типа двоюродные братья. Но это авраамические сказки, они нам не интересны. Не, они нам интересны, чтобы понимать, что происходит, но это нас не касается, это их внутренние разборки. Так, если бы те, кто хотел... Брат, дай комментарий добавить, брат. Дай комментарий добавить. Ой, мемош, тира дito, просто, я просто видел, что... Представь, нет, ой, мемош, алдоше тира дito, нахал, да, мой это, представь себе, ой, это дебил, что, жуктиш, дауэлы, ой, иозон, вот это мемош, лобош, тира дito, ой, бедуинчик. Вот за дичь, я теж, мемош, лоцера, ой, да и дедуш, и это дебилы просто поверили вот этому сумасшедшему, перебили всех там евреев. Ну как тебе это? Не, лорд, а мода сдикаешь. Нет, как будто, ну да, давай, брат. Нет, смотрите, да, это очень интересный момент, да, я не хотел как бы развивать эту тему, но раз уж Крикс начал. Смотрите, вот он пошел, он начал сочинять сказки, там у него свои христиане-арабы, там он такой сказочник Мухаммад, который там караваны водил, Хадижи, на деньги Хадижи.
понял, что можно их грабить, потом обманывать, расчленять маленьких детей, мальчиков, девочек, насильник, маньяк, убийца, террорист, бандит. Там женился 11 раз, там наложница, шмоложница, гей, не гей, короче, задний приводный, кверху задний приводный, Масушадик, Абу Захер, там, что он там только не творил. Потом вот эти арабские камни, эти идолы, там, самый главный, Аллах, ну все, он там, говоря, начал работать, раскидывать эту религию, сочинять, тут эти знатные курайши, эти из племени, потом бану, христиане, все. Ну, короче, полный бардак, я еще вот этот Аравийский полуостров, как обычно у арабов. Все это вот, как это сказать, бессмыслица там происходит. И он едет к евреям, да, их чуть-чуть там в Медине есть, как мы говорим, так что, и в Аль-Кудс, вот это, Иерусалим. И он начинает им рассказывать сказки, их же сказки, но говорят, что это их сказки, арабские, бедуинские, его. Что вот Иска, короче, вот, Писка, которого Джабраил, сура 19, аят 17, сделал родить Марьяшки, говорит, это нет, это не Бог ваш. А у них многотысячная история, многовековая, у евреев, там их римляне, там их долбили, персы их долбили, там эти монголы, шмонголы, они что записывают? И приходит какой-то из пустыни бедуин, левый какой-то, со стороны Мекки. Неизвестно, где там родился, надо будет изучить полностью его историю. Я как-то его читал, а сейчас я уже по памяти забыл. И он им рассказывает сказки. Говорит, слушайте, евреи, вы должны принять ислам. Я мусульманин. Я там уже всех в свою религию это самое вел, там христиан арабских, так называемых, вот этих всех. Потом всех вот этих вот язычников арабских. И вот вы остались евреи, всех христиан тут перебил. И вы, евреи, они же умные, они говорят, не, мы тебе не верим. Ты пошел в задницу, короче, мужьям, иди в пустыню. Мы свою Торы, Таурат, как это говорится. Там, Талмуд, Шмалмуд, Тора, Шмора. Мы свою историю знаем, мы будем верить в свою иудейскую религию. Но они его не приняли. И он такой, все, короче, разозлился. Но, смотрите, он перед тем, как мне это сказать, он сочинил сказку, что они произошли от Авраама, да, вот этого, у них как бы, различных рода. Все они типа семиты, вот это, тут арабы, это и наши. Они его не приняли, они сказали, нет, ты к нам, евреям, не относишься, ты к евреям не относишься. Они ему сказали, ты к нам не относишься, ты не рассказывай, не приписывай нашу историю, наши религиозные вот эти вот чувства, верования к себе. Ты давай, иди в пустыню. И он, скотина такая, подлая крыса, этот Мюзмямов, хотя он сочинил историю, что они как бы двоюродные братские народы от Авраама пришли, уходит, и как говорит Крикс, ну, он хорошо это заметил, ну, в Коране так и написано. Взял, сочиняет сказку на них, на своих братьев двоюродных. Они произошли от обезьян. Но он такой тупой дебил, этот Мюзмямов, у него же шизофрения полная, у него же биполярность, больной человек, у него нету логической связи. Если они все произошли от Авраама, и они двоюродные, как бы, братские народы, как чеченцы, ингуши, допустим, как он может тут же их обвинять от того, что они произошли от обезьян, и что Аллах их ненавидит? Значит, он сам мудак от обезьян произошел. Гнида она такая. Это что? Где тут логика? Сандалич, нах. Я не хотел эту тему затрагивать, раз уж Крикс начал это говорить, я развиваю до конца. Мечают тебя, логик, хекал, мечаду, метпил, сандал. Братья, серьезно, ты видишь там логики? Ты там логики не находишь? Понимаю, поверь, там есть такая тонкая логика, да, хорошо. Я расскажу про логику, ты договори, поверь, там тонкая логика есть, очень даже важная. Я как бы общим даю понять, что нохчибац, вот чеченоговорящий, буцел нахбац, а мы-то работаем на нашу чеченоговорящую публику, на наших чеченцев, нам-то не интересно, то, что там верят другие, мусульмане, не мусульмане, мы не стараемся религию там победить, мы войну не объявляли, ислам это ислам, объявил религию всему чеченскому с подачи Русни. Мы хотим просто донести правду, что сам мать стоит. Это представляете, я сейчас сижу, например, здесь в этом чате и говорю, Галга от обезьян произошли. Хотя мы все одни братья. Галга бу, вейсан хаболь. Вейне нахбуш, мы нахи. У нас эти хевсуры, не знаю, кто там еще такие. Акинцы, мышкуш там эти, кистинцы, майстры сейчас по памяти все. И тут я сижу, например, в столице Грозном, Чечне, Шахаргала, да, Сбирсхала. Я говорю, они меня, ингуши, допустим, обидели, я поехал на Зрак. И такой сажусь. Не, я приезжаю, говорю, ингушам. Вот совешь иду. Вот сам, у меня один Чумаков, Хамзата, Хадорду, допустим. Вот Чумаков, Хамзат, вот, сада,
И они говорят, пошел нахрен отсюда. Сараф, ты нам нахрен не нужен. У нас свое название, своя тусовка, короче. Мы свое зикрическое движение открыли. Нам твой зикр не нужен. Я такой разворачиваюсь, доезжаю до Нестеровска и говорю, разворачиваюсь в сторону названия. Это все мудаки произошли, это без меня. Тогда, как буквально час назад я крутил, что я ваш брат двоюродный. Это что? Где там логика, эй? Сам даулишь, нахрен, шунбуш, да, сапюрныш. Брат, хочешь логику все-таки? Брат, я тебе логику все-таки хотел сказать. А логик мешает, бах, вот стюрет, ажа. Логику юхаем. Логика уметь тяжить тибу. Короче, еще на два фронта бегала. Обезьян шхалацера, адам шхалацера. Ну, разделились обезьян шхалацера. А логика в том, что, ну, обезьян хала, ты соврать ж будешь. Обезьян шай, еврей шай, хадо, что движал дать на арбу халшул. И шай логика этим. Да, брат, все логика, все это все дошли с глубоким, мягким дошу моду, сухие бежишь, амин моду, сухая мать, я шлою. Логика, арбу хабелах, дой в итоге жук-то обезьян шай. Ты что логика? Да, в принципе, подходит, да. Смотрите, сейчас мы дочитаем. Это чисто твои логические заключения, или все-таки это ты уже как? Это внушил мне Аллах Субхану ва Тааля. Да, понятно. Хорошо, давайте, смотрите, закончу вот этот вот тафсир, чтобы было уже понятно, о чем мы говорим. А потом мы вам расскажем про то, как Мухаммад в своем Коране, в сказке своей, которую он сочинил, говорит про евреев, что они обезьяны. Так, заканчиваем этот тафсир сейчас. Прошу прощения, дорогие друзья. Дорогие братья-мусульмане. Значит, если бы он сделал так, что ангелы растерзали бы его на его глазах, если бы иудеи возжелали смерти, то они умерли бы все и увидели свои седалища в аду. Если бы те, кто хотел призвать взаимные проклятия с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствие, сделали бы это, то, вернувшись домой, не нашли бы там ни свои имущества, ни семьи. Достоверный хадис, рассказал Ахмад аль-Муснади, 1/248-368, Ат-Тирмизи 3348, Аль-Бухари 4576, Муслим с разными иснадами 5005 от Абу Хурейры. Как известно, всем нам печально или знаменито известный Абу Хурейра, заднеприводный, который всегда был сзади Мухаммада и носил 3 камешка в своем кармане, которым потерялся Мухаммад. Так, смотрите, это мы уже как бы разобрались с Мубахали, сура 3, аят 61, аят из 200, Алю Имран, семейство Имрана. А сейчас мы расскажем вам про то, что, как напоминается в Коране, что евреи произошли от обезьян. Это идиотизм. Он идет к ним и говорит, что мы мои братья, а потом, когда они его отвергают, он говорит, вы произошли от обезьян. Но он же такой тупой, этот Мухаммад, что он этим самым говорит, что они тоже произошли от обезьян, понимаете? Так, читаем. Дело в том, что если со стороны, с арабского взгляда посмотреть, представить себя арабом, получается так, что он истребляет там свой же как бы особь, от которого они произошли, понимаешь? Вот, мама обезьяна, а папа еврей, а появился араб, понимаешь? В итоге считаем, фактически, если щеден хочешь, щеден худашь, да, мы можешь, жить. Короче, щеден хочешь, щеден хочешь, да, и молодых тихо, с контор. Да, в принципе, да, я с этим да, как бы нельзя не согласиться. Но мы читаем суру
вторую, аят 55, кстати, мы выкладываем в печатный формат этого канала, чтобы люди уже читали с нами, и не говорят, это как бы Коран для чайников, идиотов, кто хочет, пускай читает. Что мы не сочиняем, мы ничего не сочиняем, мы все читаем как есть. Мы от себя ничего не говорим, просто мы читаем как есть. Сура 2, аят 65, Аль-Бакара, корова, 65 аят из 286. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Хорошо. Вы знали тех из вас, которые нарушили субботу. Мы сказали им, будьте обезьянами. Вот это идиотизм. Нет, просто, знаете, понимаете, я не защищаю евреев, я не защищаю ни арабов, я не говорю ничего против ни евреев, ни против арабов. А это такие же люди все, и арабы, и евреи, и вообще все люди, они как бы люди. Биологически это факт. Мы все являемся живыми существами на этой земле. Но тут сидит этот араб Музмамов, идиот, и говорит на своих двоюродных братьев, которые буквально вот перед этим он называл братьями, сочинял, что они произошли от одного отца. И когда они его отвергли, он говорит, вы произошли от обезьян, ну как это вот у него вот это? Ну ты дебил? Нет, ты дебил, что ли? Значит, ты тоже обезьяна, потому что вы же все одинаковые. Как они могут произойти от обезьяны? Худу да вообще, худу да, эй. Эй, сам доволен, худу ли, не чадушу. Шудуете? Наука доказала, что мы все являемся биологическими живыми существами на этой планете Земля, и тут этот дурачок рассказывает сказки, что они от обезьян произошли. Так, смотрите, а перед этим, знаете, что смотрите? Сейчас. Тут они пишут, арабы и евреи – это один народ, арабы тоже были в Библии. Смотрите. Ой, это такие вещи они пишут. Ой, я даже не знаю, что вам читать. Вот, смотрите, сейчас. Сейчас я отвечу. Я хочу вам сейчас, зачитать, чтобы перед тем, как уже сели прочитать про евреев, про то, что они произошли от обезьян, рассказать сказку, как араб Музмамад рассказывал о евреях, что они типа один народ, и у них один этот отец. Сейчас. Так, смотрите, сейчас. Тут написано такие сказки. Евреи и арабы не родственники, только соседи. Арабы и евреи не родственники, только соседи. Смотрите, миф устоялся прошлый, хотя тут они говорят, смотрите, евреи. Авраам не был отцом арабов, тут они начинают. Это евреи пишут. Евреи уже от них отказываются. Оказывается, общепринятое мнение, будто Ишмаэль, сын Авраама, смотрите, Исмаил, сын Авраама, Ибрагима по-арабски, был родоначальником арабских народов, не подтверждается. Это уже евреи пишут. Ни Библией, ни другими историческими свидетельствами такую точку зрения высказал доктор Марк Юри, исследователь из Центра по изучению ислама при Мельбурнской школе теологии. Хотя Музмамад сочинил им, сказал, что ваш Авраам и его сын Ишмаэль, значит, Ибрагим по-арабски и Исмаил по-арабски является их отцом, основателем именно арабов. А другой сын этого Ибрагима, как его там, Муса, да, кажется, его звали, что от него пошли уже евреи, Моисей. Так, значит, они уже доказывают евреи, что он хотел к ним приписаться. Собственно, все они опирались на Библию, где описывается его происхождение от наложницы Авраама, это значит Ибрагима, египтянки Агари. Отсюда же в современное время вводились и духовные корни араба-израильского так называемого конфликта. Действительно, в Ветхом Завете ангел пророчествует Агари, что ее сын, это еврей, египтянка, что ее сын будет между людьми, как дикий осел, рука его на всех и руки всех на нем. Это значит у них Ветхий Завет, 16-й том, не знаю, что, быть 16-12. А затем говорится, что потомки Ишмаэля
Исмаила, это значит арабский отец, поселились пред лицом всех братьев своих, там же 25 стих, что ли, 18 там, не знаю, глава. Это факты покоились и теории многих теоретиков сионизма о том, что в сущности арабы являются двоюродными братьями евреев, и стоит преподнести арабам Палестины блага современной цивилизации, как они вместе смогут воссоединиться в порыве братской любви. Но напоминаем, что евреи тоже, они умные, хитрые. Они, когда им выгодно, они эту сказку культивируют. Типа говорят, вы же наши братья, вы наши двоюродные братья, вы произошли от Исмаила, сына от Ибрагима, и все сыновья Ибрагима. А когда им не надо, они говорят, вы лжете. Однако, даже в Библии нигде прямо не говорится, что Ишмаэль стал родоначальником арабов. Откуда уже возникла эта гипотеза? Пишется. Исследования Фергуса Миллара, профессора кафедры древней истории в Оксфордском университете, показывают, что никто иной, как еврейский историк Иосиф Флавий в работе «Иудейской древности» впервые стал утверждать, что Ишмаэль был отцом арабов, и таким образом Авраам стал общим предком арабов и евреев. От Флавия эта предполагаемая связь между арабами и Авраамом через Ишмаэля перешла в сознание христиан, а затем проявилась и в раннем исламе. Коран также прямо не говорит об Измаиле или Аврааме, как о предке арабов. Хотя там действительно есть Авраам и Измаил, молящиеся Аллаху, чтобы сделать их потомков мусульманским народом. Но эта связь больше прослеживается в более поздней литературе. Таким образом, в исламской традиции Авраам и Измаил, Ишмаэль стали считаться не только духовными предками Мухаммада, как исламского пророка, но и физическими предками арабов. М. ссылается на работу «Ишмаэль и арабы» 1976 года профессора Исраэля Эфаля из Иерусалимского университета, который проблематизировал устоявшуюся связь братских народов. Он использовал в своей работе как исторические свидетельства самой Библии, так и этнолингвистический анализ. Библия говорит как об измаильтянах, потомках Измаила, так и об арабах, но не объединяет их. Профессор Эфаль отметил, что измаильтяне упоминаются в Библии ранее, а ссылки на арабов даются позже, хотя и те, и другие относятся к кочевым народам. Но они разделены веками. Эфаль заключает, что упоминание об измаильтянах прекращается в середине X века до нашей эры, а упоминание об арабах начинается только в середине VIII века до нашей эры, поэтому нет исторического основания для традиции ассоциирования измаильтян с арабами. Эфаль указал, что идентифицируемые языки, связанные с группами, исходящими от Авраама и его племянника Лота. Лот в Коране, про него тоже написано. Лот, там, не знаю, надо посмотреть. Являются членами языковой семьи, известной в семитской лингвистике как ханаанские языки. Это говорит о том, что измаильтяне были носителями ханаанского диалекта, как и все другие ветви семьи Авраама. Эту гипотезу впоследствии подтвердил профессор Мюллер, как предполагается, со временем носители арабского языка вытеснили некоторые из ранних ханаанских народов, включая измаильтян, из мест их проживания и поселились там. Так что Ишмаэль не был отцом арабов, равно как и Авраам. Ишмаэлиты, вероятно, были ханаанеями, но говорили не на раннем арабском языке, а на диалекте, похожем на иврит. Со временем они исчезли или были поглощены другими группами, как и многие другие древние народы. Таким образом, в реальности совершенно не важно, кто является чьим отцом и братом. Важно, объединяет ли миф людей или, напротив, ведет к вражде между братьями. И не менее важно, какой миф внедряет в массовое сознание власти придержащие. Поэтому не стоит ломать голову над тем, являются ли арабы нашими братьями по крови или нет. Гораздо интереснее, удастся ли евреям изобрести миф, который позволит нам жить в мире. Так, это понятно. Это мы прочитали. Ага. Так, читаем другую историю. Евреи и арабы не родственники, только соседи. Миф устоялся прочно, мол, да, евреи от Исаака, Ицхака, а арабы от Исмаила, Ишмаэля. И отец у них общий, Авраам, значит, пусть хоть и не единоутробные, но братаны, братья. Евреи называют Авраама первым евреем. И сообщил Аврааму, еврею, Тора. Тора, значит, ссылка на Тору здесь.
Брешит 14.3, или в христианской Библии издание Синода, и пришел и известил Авраама еврея. Бытие 14, 13. Арабы называют Авраама первым мусульманином. Так, Авраама. Это мы знаем. Ибраим, да? Его сын Исмаил. Так, не теряем связи, это очень важно. Так, мол, в Коране записано, то, что в Коран, как основа ислама, был создан только в 7 веке, уже новой эры, это после Рождества Христова, после рождения Иисуса Христа. Потому что современное летоисчисление идет до нашей эры, после нашей эры. До рождения Иисуса Христа, после рождения Иисуса Христа. А арабы, они говорят, до хиджи, после хиджи. После того, как Мухаммад из Мекки пошел в Медину, и из Медины вернулся, они говорят, до хиджи, после хиджи. Ну, это такое сказочное летоисчисление. Так, читаем дальше. Утверждает, что именно арабы от Авраама. И ислам от Авраама, и земля Ханаана для арабов. Где родина арабов? Родина арабов – Аравийский полуостров, территория площадью 2500 квадратных километров, ныне здесь размещены Саудовская Аравия, Йемен, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман, Маскат и Оман и Южный Йемен. Известный исследователь Востока Лев Гумилев, это русский так называемый ученый, бандит, убийца и террорист, пишет, о происхождении арабов свидетельствуют только легенды в книге «Бытие», а исторически зафиксировано, что в течение почти тысячелетия в Аравии жили разрозненные племена бедуинов и садоводов, и не имевших даже общего самоназвания. Никаких тенденций к объединению не возникло и не возникало. В 7 веке выступил Мухаммад с проповедью единобожия, мусульманский субэтнос завоевал всю Аравию. Мекканские купцы и бедуины пустыни предпочли смерти или рабству обращение в ислам, потому что он силой навязывал свою идеологию. Так создался новый этнос с измененным стереотипом поведения и с самоназванием арабы. Одно из племен предшественников арабов, Батей, еще на рубеже 4-3 тысячелетия, прошу прощения, 4-3 тысячелетия жило к югу от Мертвого моря по направлению к Красному морю. Много позже они первыми из племен кочевников Аравийского полуострова соприкоснулись с эллинско-римским миром, восприняв ряд его достижений. Интересно, что они переняли от арамеев, не забудем, древние евреи говорили и писали и на арамейском языке, письменность, приспособили ее к своей фонетической системе и на ее основе создали прототип современного арабского письма. Американский ученый и историк Азимов считает, что термин «исмаилиты», как имя Исмаил, Ишмаэль, эпоним группы арабских племен, живших на территории к юго-востоку, от Ханаана и юго-западу от Междуречия до южной части Аравийской пустыни. Но дело в том, что сами те племена в давние библейские времена себя исмаилитами не называли, и свое происхождение или родство с еврейскими патриархами не связывали. Скорее всего, они об этом вообще ничего не знали. Когда возник ислам? Хорошо известно, что религия народов семитской языковой группы аккадцев, халдеев, ассирийцев, ханаанов, финикийцев, арабов и других, за исключением израильтян, первоначально был политеизм, это значит многобожие. Александр Мень в 1685 году он эту работу писал. Арабские племена были язычниками. В Мекке они поклонялись, заостряем наше внимание, Хаабе, вокруг которой, смотрите, очень важно, кстати, у нас в гостях снова гость, Скайнекс, Чечня, Абади пришел, Сеймур, Харугмо, Клаус Швайб, Ахмад, величайший исламский ученый, алим, мыслитель, Флайнг Дочман, Ширвани, Адам Вайт, Крипсраун, Урукей, боевой чеченский ворон со скандинавской окрасом. Напоминаем, мы вещаем из Вашингтона, округ Колумбия, Соединенные Штаты Америки. Дональд Трамп дал указание своим советникам, что нам продолжили финансирование. Частично финансируемся Госдепом, Сенатом, а также Конгрессом США. Читаем дальше. Смотрите, это очень важно. Арабские племена были язычниками. В Мекке они поклонялись Ааде, вокруг которой стояло 360 идолов. Это языческое копище Мухаммад уничтожил, оставив только Аабу, черный камень.
Именно Мухаммад и его последователи ввели среди арабских племен единобожие, веру в единого Аллаха, ислам. Началось это в 7 веке новой эры. Родословные народов по Торе, значит, из Библии и Торы. Послепотопный прародитель Ноах имел 3 сыновей. Смотрите, это еврейская сказка, которую нам приписывают почему-то. И мы должны это принимать, да? И мы будем говорить, ой, добрый, ходу. А и Бог Мадати, тут Руслан Закрыев был один у нас политический русский православный Ахрусуна деятель, бандит и мерзавец, также маньяк, агент ФСБ, КГБ, ФСБ, с малых лет, который стучал, его родители стучали, его родственники стучали, эти семейка Дениевых стучала. И сейчас они у нас в Чечне являются какими-то там шейхами из селения Шалажи, семья Дениевых. Это, они являются штатными агентами КГБ, ФСБ, царской охраны, еще со времен царской оккупации, значит, конца 17 века, семья Дени Арсанова. Дениевы они все. У них вирды вот эти. Хайла, вирды, хай, аули вирды, хай, хаджи вирды, бандиты все. Стукачи дьякы, мусульмане, верхузаты сегодня. И этот вот Руслан Закрыев, мерзавец, который себя объявлял вместе с бандой Гантимирова, ну, русские вот эти православные Ахлюсуна бандиты, ФСБшные, в то время это было ФСК, после КГБ, подрывали чеченскую государственность, заявил себя во времена президентства Джихада Дудаева президент независимой республики Шалажи. Вы представляете, к нему приезжали Первый канал, в то время бывшего Советского Союза, но это была уже Россия, и Второй канал, брали неофициальное интервью. Этот мудила, вот этот вот Закрыев, подлец и мерзавец, заходил на наши каналы и говорил: вы шайтаны, вы не знаете Коран, я признаю только Прохорова, я Крачковская признаю, Кулиева не признаю. Какие-то суры, аяты там что-то там цитировал, мерзавец, подлый. И вот этот вот мудозвон, его так и надо называть, убийца, предатель чеченской нации, он уже умер, все, мы его больше никогда не услышим. С его же слов он жил в Ставрополе, какой-то землянке. И говорил, что его предали. Его же покровители, его же кураторы из ФСБ, ФСК, КГБ, в то время Советского Союза, а потом России. И вот этот мудак, мудозвон, его так и надо назвать, мудак, ёпта, сконченный. И такие, как он, мудаки, мулы, мерзавцы, заходят и говорят, нет, и здесь, и везде, и по телевизору, ой, ну, поймар, хадольду. Нилта, олхос куйшнули. Цадок куйшнули, цамяк шнули, цалечну, вакуши, нох поймар, хадольду. Ой, нох поймар, ой, нох шнули, ой, нох шнули. Души цог, это еврейские, аврамические сказки. Бойца нох поймар, хадольду, да. Яца дойду, меткабац. Мы никогда к этому никакого не имели отношения и не будем. Не надо нам рассказывать вот эти вот авраамические еврейские сказки и пудрить мозги простым обывателям чеченцев. Магизде гархам, тадиц бодег, дакачит мистек, ценник, дакачит иша, там метайтиш, и образование давайте, дайте им изучить историю. И такую историю научную, и религиозную, теологическую. Дайте им вообще все эти знания, дайте им дойти. Молитесь и творишь. Хотя Австрия, а что сошли? Юизу, арби основой, цагокол, холкос, куйбовы. Тулам куйбовы, лаву, цокдойш. Вы, ну, понимаете, хадуль буду бош. А я, цок моя, ох, бош. И гладу, ишь моя, знали. Ища мягал, кики ты хочешь, ну, чархалки, мялок, вот так, и зовут Зелем, Яндер, Бицани, и я бандит тоже. Такой же бандит, как и Зелимхан Яндарбиев, мерзавцы подлые. Исаки Ахмада, Рашайлар, Уалмиш, Армунтнаш, Арбасханар, Ашмасханар, Аргнич, вот это засилие вот этих мул русских православных, ФСБшных, и тюрнишниш, и тюрнишниш, и тюрнишниш. Арна, холкну, дай локшу. Один тысяч и тюрниш. Не знаю, ой, ну, так, ладно, это как бы скобка была, объяснение, читаем. Еврейские авраамические сказки про Ноха, которые переделал к себе пророк Мизрама арабский. Так, родословные народов по Торе, Библии.
Послепотопный прародитель Нох имел 3 сыновей – Ефета, Хама и Шема. В греко-латинской транскрипции семантическая, в русской семантика. Семитская, прошу прощения, в греко-латинской транскрипции 7, в русской 7. Их потомки определены как зачинатели всех известных в библейские времена народов. Конечно, это еще не означает научную достоверность этой генеалогии народов. Скорее здесь подчеркивается вообще, что человечество – это единая семья народов. Хотя научно доказано, что первый человек произошел с континента Африка. Просто доказано научно, там, на генетическом уровне все четко провели линию, как он расселялся человек по планете Земля. В данном случае нас больше интересует потомки Сима. У него было 5 сыновей – Эйлам, Ашур, Арпахшад, Луд и Арам. И внука Арпахшада Эвера было 2 сына. У одного из них, Йохана, родилось 13 сыновей, о которых написано: и были их поселения от внешней стороны Сфара, горы Восточной. Бытие 10, 20-30. У второго сына Эвера, Пелега, в 4-м поколении родился правнук Террах, отец Авраама. А дальше уже всем известно, служанка-египтянка Агарь родила Исмаила. Смотрите, вот если Нох, Поэгмар, как говорится, залез в этот свой, создал корабль, этот ковчег, туда набрал всех, потом был потоп. Его корабль, как говорят евреи, то есть армяне говорят, что это гора Арарат, а чеченцы вот этот какой-то есть, как его зовут, забыл его имя, Мансур или как его, ну в горах Чечни он копает. Чеберловец тоже, он кажется, Нахажа, Цигарукас. Как его зовут, Мансур, как, ну кто ему, напомните вот этот парень, который там копает, мужчина очкастый, в шляпе. Он говорит, что у нас там Ноев ковчег, да? Просто к чему я хочу сказать. Напомните его имя, пожалуйста, кто-нибудь там, видео есть. Ноев ковчег, который у нас в Чечне. Как его зовут? Дорогие братья и сестры во Христе. Кто-нибудь помнит его? Вот этот, Руслан его зовут, да? Ну, все забыли, я думаю, все уже заснули, кажется. Хорошо, ладно. Но к чему мы это говорим? Если на горе Арарат Ноев ковчег остановился, а вот этот вот парень, который у нас в Чечне, вот этот мужчина, который копает Ноев ковчег, подожди, кто там пишет? Марат, да-да, Марат. О, огромная благодарность, Марат, да. Ну, Марат, который у нас в горах Чечни ищет. Смотрите, вот армяне к себе приписывают, а чеченцы к себе, да, допустим. Обратно же мы к армянам никаких претензий не имеем. Ну, просто мы рассказываем. И тут, смотрите, как каким-то чудесным образом, эти еврейские потомки, ну это же Ноев ковчег, да, они появляются в Египте. Вот какая связь, где нету гор? Египет в Африке, да? Африке, да, Египет. И горы там, ну, Чечне, и вот гора Арарат на границе Турции и Армении. Видите, как они все рассказывают сказки? Это одно подтверждает, что это сказки, которые мы сами себе хотим приписать и сами себя обманываем. И евреи тоже врут. Потому что как она могла оказаться, Агарь, египтянка, наследница этого Ноя в Египте, если они нашли приют в Ноевом ковчеге на горе Арарат или там, допустим, в Чечне. Это все объясняет, что это все сказки. Не верьте этим сказкам. А дальше уже всем известно, служанка египтянка Агарь родила Исмаила, а жена Авраама Сара Исаака, после чего Авраам стал именоваться Авраамом, отцом народов. Вот вам. Как это было? А той сказки там конец, а кто слушал, молодец, вот это вот все. Так, дальше читаем. Что же написано в Библии об Исмаиле Ишмаэль? И сказал ей ангел Бога: вот ты родишь сына и наречешь ему имя Ишмаэль. И будет он дикарь-человек, рука его на всех, рука всех на него. И пред лицом всех братьев своих разместится он. Тора Бытие 16:11-12. В синодальной Библии тот же текст, но об Измаиле сказано так: он будет между людьми, как дикий осел, руки его на всех и руки всех на него. Что сказано о будущем Ишмаэля? Бог сообщает Аврааму: но и от сына служанки народ произведу я из него, ибо он потомок твой, Брейшит. 21:14. В принципе, все можно понять. Не желая обидеть Авраама, все-таки хоть он и о служанке незаконны, но сын же Бог обещает Аврааму светлое будущее его сыну Ишмаэлю.
Но дальше происходит то, на что как-то не всегда обращает внимание мать. Ишмаэля египтянка. И женит, прошу прощения, она сына тоже на египтянке. И поселился он в пустыне Паран. И мать его взяла ему жену из страны египетской Брешит, 21, 21. Паран – область без четких границ, видимо, Синайский полуостров и территория между Ханааном и Египтом. Места обитания кочевых племен, которых древние евреи и могли относить к исмаилитам. И еще раз подчеркнуто в Библии, а вот родословие Исмаэля, сына Авраама, прошу прощения, сына Аврагама, здесь пишется, который родила египтянка Агарь, рабыня Сары. Это значит, уже христиане пишут в Библии. Видите, они как изменяют слова, буквы меняют. Ишмаэля, сына Аврагама, хотя он является Авраам, который родила египтянка Агарь, рабыня Сары, Брешит 25, 12, родилось у Ишмаэля 12 сыновей, 12 вождей их племен. И расселились от Хавилы до Шура, что пред Египтом, вплоть до Ашуры. 25, 16, запятая 18. Каким же образом, это ссылки, если что, на Библию. Каким же образом дети Ишмаэля, дети полуегиптянина и египтянки могли превратиться в арабов? Вопросом задают и сами потом отвечают. Больше в Торе об ишмаэлитах как народе нигде и ничего не говорится. Хотя список народов и племен, с которыми приходилось сталкиваться израильтянам или о которых они хотя бы слышали, достаточно большой. И термина арабы в Торе нигде не встретить. Не было в библейские времена такого народа. Во всяком случае могли быть кочевые племена под другими названиями, которые уже во времена Мюзмяхмада были объединены под этим названием. Ученые-этнографы очень тщательно анализируют все данные, приводимые в Библии, идентифицируя их с древними или современными народами. Но вот библейского народа по имени арабы напрямую не обнаружили. Ученые считают, что имя Измаил, очевидно, было названием какого-то древнего племени, вскоре исчезнувшего в дебрях истории, и термин «измаильтяне» употреблялось в Библии как общее название кочевников пустыни. В ряде эпизодов медианитов, медианитян тут же именуют в нарицательном общем смысле ишмаильтянами Брешит 37, 25, 27, 28, 36, точка, запятая, Шафим Судей, запятая, 8, 22, дробь 28, понимая под этим просто обозначение людей, это все ссылки на Библию, людей из пустыни. Позже, в период второго храма, когда расширились торговые связи евреев с протоарабскими племенами, их тоже стали называть измаильтянами. Значит, евреи их потихоньку сами назвали измаильтянами. Как же арабы стали потомками Ишмаэля Авраама? Объясняют. Мюзмяхмад, смотрите, слушай внимательно, всем, это обращение ко всем кверхузадам, заднеприводным мусульманам, поклонникам, потомкам Мюзмяхмада, арабов и поклонникам черного арабского истукана, идола смерти, тьмы, луны, Аллаха. Вот как они стали братьями. Так, читаем. Мухаммад, путешествуя с торговыми караванами, интересовался рассказами евреев и христиан об их верованиях и святых книгах. Идея с Ишмаэлем ему понравилась, и он объявил, что жители Аравийского полуострова, арабы и есть прямые потомки Ишмаэля, а значит и Авраама. Отсюда прямой путь к двум кардинальным утверждениям арабов. Они арабы, напрямую от Бога, назвав его Аллахом. И потому Мухаммад и его последователи считают его Мухаммада пророком и посланником Бога. А всех предшественников Авраама, Исаака, Якова, Моисея, Давида и так далее, а всех их там, кажется, 11 пророков, по памяти, я думаю, переделав их имена на свой лад, первыми мусульманами, которым, по их утверждениям, современные евреи не имеют никакого отношения. В Коране, сура 2, аят 125, сказано, что Исмаил помогал своему отцу Аврааму Ибрахиму превратить Каабу в Мекке в святилище истинной веры. Так Авраам стал не только, по мнению арабов, их предком, но и основателем ислама как религии, хотя Авраам ни по каким достоверным историческим источникам никогда
в Мекке не был. И, конечно же, к созданию ислама никакого отношения не мог иметь. Авраам жил за 2000 лет до рождения Мухаммада и создания ислама. И второе утверждение, вытекающее из первого. Ишмаэль, как старший сын Авраама, по их утверждению, был незаконно лишен права наследования, и потому вся земля Ханаана, Эрец Исраэль, так они сами евреи называют, Эрец Исраэль, или святая земля по праву принадлежит именно Ишмаэлю, а потому именно арабам. Значит, по убеждению арабов, евреи не имеют права на землю Ханаана, которую, по недоразумению, по инерции мышления и политическим целям, все еще называют Палестиной. И Израиль здесь незаконное сионистское образование. На этом построена вся идеологическая платформа современных арабов и с их подачи мусульман. Значит, вот таких вот яйцеголовых, тупорылых, дебильных русских православных, ахрусуна мусульман, яркими представителями, свидетелями которых были сегодня Точка, Ку, там, Билал, Шмилал, Бастион, вот эти все подрусские идиоты, рабы Руси, которые сегодня массовыми пачками закидываются в Украину. Вот это их идеология. Им это все навязывает русское, вот это вот православное ахрусуна, ислам, и вот это русское террористическое образование, и все эти русские вот эти вот попы, а также это Россия как террористическое образование, навязывает нам этот ислам и всю эту идеологию бандитскую. Переписывая и приписывая историю, допустим, этих же евреев к арабам. А историю арабов, эти наши чеченоговорящие дебилы, приписывают к нам, говорят, что это наша история. Хотя она нашей не является. Какое отношение имеют чеченцы к арабам? Даже больше. До такой степени одурманено этой всей исламской вот этой вот этим мраком, который нам Россия навязывает, что даже турецкую историю мы приписываем себе, говоря, великий халифат при османах, это мусульмане, это мы. Вы что, идиоты, что ли? Какое отношение имеют чеченцы к халифату османов? Отоманской Турции, так называемой. Турки — это вообще отдельная цивилизация. Но нет же. Они одновременно умудряются приписывать историю турков, арабов к нам, типа мы мусульмане, чеченцы, и тут же быть рабами русских, как сегодня заходили вот эти мудаки, педерасты, так их надо звать, заднеприводные, кверху зады, педерасты, карате, кю, я не знаю, кто это там, этот Бастион, вот этот вот, Билал, Шмилал, ну какой кучу лапшу, которые потом нам же говорят, русские лучше, чем чеченцы. Любой беспонтовый, пьяный, конченый русский, алкаш, наркоман, а также бомж, лучше любого чеченца. И если русский мне скажет, я люблю любого чеченца. Они сегодня договорились, между собой. Запись сделана. И они говорят, что Путин самый лучший президент. И одновременно они приписывают религию мусульман и исламскую цивилизацию к себе. И говорят, что они мусульмане. И потом они строят мечети и молятся там, мудаки. А мы им говорим, вы кверху зады, заднеприводные. Мусул такой, ху обиче хачала уз, даёч пидорас юкус. И я сможу, вас, как вас, пускай что хажи, ама, что мусул у Бога, сам себе скажи, ху обиче хачала уз, даёч тагухсо, элта, шейшей махаби, вы идиоты, вы больные люди, хаскач табахшумус, халхич бог, ну шухитам шдалдахам, шухититахам. Просто мы вынуждены это говорить как есть, потому что вы по-другому язык не понимаете. Вам Коран читают, вам историю читают, вам суры читают, аяты читают, сунны Мухаммада вам читают, хадисы вам читают, все вам читают. Вы все равно не хотите понять. Тогда мы вам говорим, вы педерасты, заднеприводные педерасты, кверху за чушу, эй, кигадин, дахят, сон чушу. Вы знаете это сами себе, вам легче будет жить. Потому что Мухаммад этим занимался, ваш пророк Мухаммад. Это вся его история построена на этом. Кетам ждем Санду. Тюндер Кузьязин, ну тут платформа современных арабов и с их подачи мусульман. Потому что это навязывается всем мусульманам. Эта идеология на всех мусульман накладывается, эта история. Хотя она не наша история. Мы там вообще никаким боком не касаемся ничего. Войнох чиду, Санду. Войны шонждациш, это не наше. Так, с их подачи мусульман. Причем признание, на их взгляд, евреями родства Ишмаэля и Ицхака, сыновей Авраама, безоговорочно легитимизирует
требования арабов, считающих себя, так им хочется, потомками Ишмаэля. Хотя нигде и никем это документально не утверждалось и не было доказано. Опять же, не учтена небольшая деталь. У народов и правителей всех времен дети от наложниц, рабынь, любовниц не считались законорожденными и не могли претендовать на наследование ни власти, ни имущества своих высоких отцов. Не может быть исключением и Ишмаэль, и все те, кто за счет спекуляций на его имени хотели бы подмять под себя то, что им не принадлежит. Если идею с Ишмаэлем арабы взяли из Торы, больше им негде было ее взять, ибо собственных источников их божественного происхождения не существует. То надо бы учесть, что нам написано. А написано там так. И отдал Авраам все, что у него Ицхаку. А сынам наложниц, что у Авраама дал он подарки, это слал их от Ицхака, сына своего, еще при жизни своей на восток, в страну восточную. Брешит 28, 5,6. Это в Торе написано. Следует обратить внимание на формулировки. Ицхак повторно назвал сыном Авраама, которому отец отдает все наследство, остальных же названы сынами наложниц, удостоенные лишь подарков. В этом суть. Если бы Ишмаэль был сын Авраама первым, принявшего имя Божие, то он должен был бы разделить убеждения отца. Однако до 7 века новой эры многочисленные племена, ныне известные как арабы, оставались язычниками. Или Ишмаэль не смог передать потомкам свои убеждения. Или опять же потомки Ишмаэля и арабы разные племена, слившиеся позже в языческий конгломерат. Конгломерат – это значит объединение разных племен народов или разных людей, которые в общем не одинаковые, не однородные, в одно какой-то союз по общих интересах. Это чтобы понимали, о чем речь. Существовавший до эпохи Мухаммада. Монотеизм арабов появился на тысячелетие позже монотеизма евреев. Монотеизм – это значит единобожие. Моно – это значит один. Поли – это значит множество. Политеизм, монотеизм – это такие понятия теологические, чтобы люди понимали, о чем речь. Потому что мы работаем с чеченоговорящей публикой, напоминаем, мы с исламом не боремся. Все другие мусульмане, пожалуйста, не надо, чтобы мы получалось, что одеваем ваши чувства. Мы с вами за ислам не боремся. Пожалуйста, оставьте чеченскую нацию, верьте в своего Аллаха, своего Мужнавода. Просто мы доносим правду до наших чеченских слушателей, чеченоговорящих, и мы хотим, чтобы наши чеченцы освободились от этой арабской сказки, которую нам навязали русские. Так что вы не обижайтесь, не оскорбляйтесь, не вставайте в позу, не лезьте в чеченские дела. Нам этот ислам не нужен. Мы с ним сами разберемся, мы его выкинем из чеченской нации, к чертям собачьим. Так, читаем дальше. На тысячелетие позже монотеизм. Неоспоримый научный и исторический факт. Если мусульмане заявляют, что они всегда от сотворения мира были истинными мусульманами, просто они сами этого якобы не знали и не понимали, пока им Мухаммад не раскрыл глаза, то ему хуже для них. Во времена борьбы с космополитизмом в царской России СССР существовал анекдот. В одной деревне копали очень глубокий колодец, ничего не нашли, даже проволоки, из чего заключили, что именно в их деревне был изобретен беспроволочный телеграф. А Вельшанский, 2001 год, его труд, обращает внимание на еще важную деталь. С Авраама началась у его потомков обрезание, как символ завета с Богом. Этой же процедуре подвергся и Ишмаэль. Известно, что египтяне тоже практиковали обрезание. Если арабы от Ишмаэля, то почему-то исламские племена, впоследствии принявшие самоназвание Аль-Араби, не практиковали обрезание, когда визирь Набатеев, одно из аравийских арабских племен, обратился к иудейскому царю Ироду, конец 1 века до нашей эры, начало 1 века нашей эры, с просьбой отдать жены сестру Соломею, тот поставил условием обрезания. На что визирь ответил, что у них это невозможно, ибо они презирают этот обычай, и его визиря могут наказание побить камнями. Мусульмане от Исмаиля рассказывается, как мусульмане, узнал, и они
рассказывает про мусульман, про Исмаиля. Идея происхождения арабов от Исмаила принадлежит Мухаммаду. Ситарам в своих статьях, интернетная его статья, обращает внимание на то, что в библейской фразе «Бог Авраам, Исаака и Иакова» в Коране вставлено имя Исмаила. То есть все они становятся прародителями арабов. Как в свое время в триаду Маркс, Энгельс, Ленин вставили имя Сталина как истинного творца самого передового в мире учения. Это значит аналогия с тем, что сказку можно любыми вещами, как и называется. Когда вот перчат, слова забывают, прошу прощения по-русски. Но когда добавляют что-то как специи, вот если есть Маркс, Энгельс, Ленин, и когда уже надо было, чтобы Сталин там фигурировал, его тоже туда вставили. Вот что пишет Мухаммад Али Аль-Фара. Газета Аль-Иттихад, Объединенные Арабские Эмираты, 2002 год. В арабо-мусульманской истории религиозном наследии получили широкое распространение ошибочное утверждение о том, что Исхак бен Ибрахим, Исаак, сын Авраама, является праотцом евреев, а Исмаил в арабо-мусульманской истории и религиозном наследии получил широкое распространение ошибочное утверждение о том, что Исхак бен Ибрахим, Исаак, сын Авраама, является праотцом евреев, а Измаил праотец арабов. Таким образом, Ибрахим является общим родоначальником как арабов, так и евреев. Если евреи все еще считают арабов своими братьями, то арабы давно отказались от этой версии. Не могут евреи происходить от Авраама и Ибрахима. Право на это имеют только арабы. И далее сей ученый муж пишет. В Коране, смотрите, у него ссылка на научный труд. Смотрите, арабы, как они ссылаются, всегда доктор, там какой-то там доктор, шмоктор. Вот арабы мудаки. Всегда ссылаются на Коран. А как мы знаем, Коран придумал Мизнам. И далее сей ученый муж пишет. Это ссылка, научная ссылка, по их мнению, на Коран. В Коране подтверждается, что Ибрахим, его дети и внуки не были иудеями. Об этом говорится в суре Бакара, корова, аят 140. Это все. Понимаете? Этот человек ссылается на Коран, который является научным доказательством. Но это же идиотизм. Или вы скажете, что Ибрахим, и Исмаил, и Исхак, и Яков, и колено были иудеями или христианами. Вы заметили, что Исмаил он поставил в списке сразу же после Ибрахима, Авраама, впереди Исхака и Якова. Авраам – родоначальник иудеев, евреев и первый провозвестник, единобожие, патриарх еврейского народа. Научение иудаизма, как известно, возвестил Моисей на основе божественного откровения в Синае. Ислам и мусульмане, повторяю, возникли на 2000 лет позже с подачи Мухаммада, наслышанного о Торе и христианских Евангелиях. Во времена Авраама и Моисея ислама и мусульман не было и быть не могло. Но это еще не все. Продвигая сына служанки как прямого первого наследника Авраама, попирая религиозные, историко-этнографические и археологические факты, он вообще отрицает существование такого народа, как евреи. Это, в принципе, не ново. Арабская пресса только об этом и твердит. Но все-таки один перл приведу, дабы всем было ясно, с кем мы имеем дело и на что их наглости может ходить. Итак, в Торе говорится о том, что 12 сыновей Якова являются основателями родов, которым якобы принадлежит современный еврей. Что считает широко распространенным в настоящее время ошибкой. Аль-Фара очень недоволен тем, что евреи исключают Исмаила из числа тех, кому Господь дал завет о даровании священной земли на том основании, что Хаджар-Агарь, мать Исмаила, была служанкой Ибрахима. Как мы уже писали выше. Как к этому относились все властимущие, и в том числе на Востоке. Были свои дети и были дети наложниц. В Торе, Бытие 25, двоеточие 1, запятая 2, говорится о том, что Авраам после смерти Сары еще раз взял жену, и родила она ему 6 сыновей. Кроме того, были еще сыновья от наложниц, и всех их он отправил с подарками.
и Исмаил в их ряду как сын служанки, не более того. Но свое наследие Авраам оставил только Ицхаку, как первому законному сыну своему. Арабам нужен аргумент, чтобы заявить свои несуществующие права на никогда не принадлежавшую им землю Ханаана. Кстати, в Коране много говорится о том, что земля Ханаана была дарована Богом Аллахом именно евреям. Но это уже другая тема для разговора и для истории. Что означает слова семиты? Значение слов семиты. Происходит этот термин от имени Сима Шема, сына Ноя. Немецкий ученый Шлёцер в 1781 году предложил это название для всей группы. Близко родственник, это немецкий ученый, предлагает этим арабам, а также евреям, чтобы их называли одним именем. И они это принимают, понимаете? А тут нам рассказывают, арабы самые умные. Происходит этот термин от имени Сима Шема, сына Ноя. Немецкий ученый Шлёцер в 1781 году предложил это название для всей группы близкородственных языков народов, которые перечислены в библейской генеалогии как потомки Сима. Но в XIX веке этим лингвистическим термином стали именовать расу, решив, что если несколько народов говорят на родственных семитских языках, значит они имеют и общее расовое происхождение. Современные ученые считают, что такое мнение не имеет научных и других реальных оснований и даже называют ее псевдонаучным мифом. В энциклопедии КГЭ-7 1994 года можно прочитать: носители семитских языков неоднородны с точки зрения их этнического и расового облика. В современной науке понятие семит, а точнее семитские народы, как, например, термины индоевропейцы, индоевропейские народы, носят чисто лингвистический характер. Поэтому с научной точки зрения вхождение разных народов в одну языковую группу еще не означает их этнический, прошу прощения, не означает их этнической или исторической общности. Семитские языки – одна из ветвей афроазийской семито-хамитской языковой группы. Говорящие на них народы живут в Западной Азии, Северной Африке, Эфиопии, Эритрее и так далее. Иврит, древний иврит называют также древнееврейским языком, входит в группу, собственно, ханаанских языков. Арабский язык входит отдельной группой, включающей множество сильно отличающихся между собой диалектов. В подраздел южносемитских языков входят языки и диалекты, на которых говорят в основном в Йемене и странах юга Аравийского полуострова. Так, кто же конкретно из многочисленных народностей, именуемых сегодня арабами, произошел конкретно от Ишмаэля? В Библии, скрупулезно описывающие все известные в те времена народы и их взаимосвязи, ничего не говорится ни о арабах, даже не упоминая такой народ, ни о происхождении арабов от Ишмаэля. Сие ведомо только Мухаммаду, да современным арабским ученым и историкам, пытающихся любыми способами доказать, что нет еврейской земли и нет еврейского народа, а все они арабы от Аллаха, Ибрахима и его потомков как первых и самых истинных якобы мусульман. Это все сказки. А теперь, что говорит наука? Так, кто у нас в гостях? Так, понятно, мы сейчас посмотрим, кто у нас в гостях, потому что уже люди нам пишут, что к нам присоединяются там разные люди. Кстати, этих подружек больше нету, да, сегодня? Они нас больше не тревожат. Криксран, вы с нами или уже все, мы вас потеряли? Вы уже в раю Фирдаус Джанатан Елсмани находитесь, да? Кайфуете? Получаете удел у Аляха? Не, я тут проповедую, брат. Я еще не умер. А если уже я вас как бы утомил этим рассказом, вы уже говорите, мы можем прекратить. Не, очень даже интересно, я внимательно слушаю, брат. Да. Не, я что хочу сказать, мы не хотим утомлять наших слушателей, потому что когда иногда много читаешь, люди устают от этого. Те, кто устают, а так нормально. Я с удовольствием дальше буду слушать. Ну, уже мы заканчиваем, тут буквально на 5 минут. Ну, просто интересная тема, конечно. Да. Целое приключение в Африке. Целые сказки Музмамада, да, как он рассказывал сказки. Хорошо, продолжаем. Так, рассказываем, да, что говорит наука об этом всем, то, что мы только что зачитали чуть выше, чуть ранее.
Что говорит наука? По данным лингвистов, семитские диалекты северо-западной группы, позднее оформившиеся в ряд родственных языков, включая ханаанский, амарейский, иврит и другие, отделились от группы юго-западных диалектов, к которым лингвисты относят и арабский. Приблизительно на рубеже 4-3 тысячелетий до нашей эры это не стыкуется с временами жизни Авраама и его сына. Просто чтобы нашим слушателям было понятно, почему мы всегда говорим, почему читается и пишется здесь 4-3 тысячелетия до нашей эры. Это значит, летоисчисление идет в регрессивной форме. Значит, до рождения Иисуса Христа, который называется временем 0, потому что потом идет первое тысячелетие после Рождества Христова. Это регрессия идет. 4-3 век до Рождества Христова. Поэтому здесь 4-3 тысячелетия до нашей эры. Это не стыкуется с временами жизни Авраама. Это чтобы люди понимали, как нужно вообще историю изучать. Потому что многие чеченцы, к сожалению, это не в упрек сказано, из-за этих двух войн, геноцид, который устроила нам Русня, Россия. Многие чеченцы не учились и не знают вообще, что такое знание, как учиться надо. Они не понимают, просто это целая методика. Просто это недостаточно говорить человеку «учись», если он никогда не учился, он не понимает вообще, как учиться. Это целая методика, это целая наука, это целый подход, чтобы что-то учить, нужно уметь учиться. И этому обучают с малых лет. С детского садика, со школы они объясняют, вот так нужно работать, так, с документами, там, с бумагами, с книгами, учат читать. К сожалению, у нас выросло 3 поколения, которые не понимают, что такое учеба, не понимают, что такое знание, не понимают даже, не осознают, как надо учиться вообще. Просто говорят, учись, но это недостаточно, надо людей учить учиться. И поэтому некоторые термины мы объясняем. Это не в упрек, или мы не смотрим с высока, мы хотим просто донести нашим еще говорящим, а также чеченским широким массам вообще, что такое знание и как на это смотрит наука. Поэтому, дорогие чеченцы, пожалуйста, мы стараемся для вас, ради вас, чтобы вы были нормальными, здравомыслящими гражданами этой планеты Земля. Не только там Чечни какой-то там оккупированной, а именно планеты Земля, чтобы были полноправными гражданами этой планеты Земля. Потому что планета Земля – это наш общий дом. И мы, как чеченцы, являясь жителями этой планеты Земля, имеем все те права, которые имеют все народы, нормальные, здравомыслящие, цивилизованные на этой планете Земля. Так, продолжаем. Это не стыкуется с временами жизни Авраама и его сыновей. Ишмаэль мог говорить или на одном языке с Авраамом, или позднее на египетском, или на языке того племени, где он стал жить. Получается, что стать родоначальником арабского языка, как и родоначальником арабов, он никак не мог. В Библии приводятся имена 12 сыновей Исмаила. Из дальнейшей расшифровки. Регрейвс и Эрпатай. 2002 год связывает их имена, это их работа научная, связывает их имена или с определенными территориями, чаще в сирийской пустыне, или с названиями аравийских племен, увязывая эти данные с документами ассирийских царей. Они пишут, после того, как Давид основал свое царство, исмаилиты, видимо, были оттеснены на юг. Это значит арабы, которые арабы. Где смешались с арабскими племенами. Позднее арабы приняли ту точку зрения, что все северные арабские племена произошли от Измаила. Гойкен Ше, идея о том, что евреи и арабы являются кузенами через Исмаила и Исаака, не было традиционно ни в Библии, ни среди древних арабов. Но поскольку она была безоговорочно принята в еврейской литературе со времен Второго храма и введена Мухаммадом в Священное Писание Ислама, положение о близком родстве признавалось народами на протяжении всего долгого периода их симбиоза в исламские времена. В вавилонских надписях, табличках и при археологических раскопках обнаружено упоминание государства Маан, Миниан, Милук, Сабена и Набатей, которые были созданы арабскими в современном названии племенами. Королевство Набатея просуществовало до 106 года нашей эры, когда его захватили римляне. Но нигде нет упоминания ни об Аврааме, ни его сыне Исмаиле. По данным раскопок захоронений и обнаруженных при этом надписей, в пантеоне Набатеев имя главного бога было Душара, а богиня Аллат. Ни одна из древнеарабских, минианских, сабианских или набатейских надписей не упоминает имен Ибрагима или Исмаиля, или какого-либо другого имени из иудейско-христианской традиции. Сита Рам Гоэл. Это здесь на английском написано. Хочу процитировать двух арабских авторов. Араби Аль-Мустаариба, словарь ислама,
чистые арабы, которые происходят от Ектана и Хатана. Йоктана, сына Эвера, потомка Шема. Евреи, потомка второго сына Эвера, Пелега. Напомню, от Пелега в пятом поколении, от Терраха родился Авраам, отец Исхака и Ишмаэля. Ясно, что ветви арабов и евреев, если какие-то общие корни, пусть даже гипотетические были, разошлись еще где-то до 7 колена. Их арабы считают своими принципиальными прародителями. Смешанные арабы утверждают, что они происходят от Ишмаэля. В действительности это утверждение является результатом многих романтических легенд, которые они сделали в своей истории. Зачитываю снова. В действительности это утверждение является результатом многих романтических легенд, которые они сделали в своей истории. Второй автор. Аб-Един Шариф. В доисламские времена Ишмаэль никогда не упоминался как отец арабов. Лоренц В., это значит Лоренц Аравийский, считает, что жители Сирии, Мидии и Моава четко отличались от потомков Ектана, населявших Аравийский полуостров. Энциклопедия, ссылки сейчас. Народы и религии мира, научное издание «Большая российская энциклопедия», 2000 года издание, сообщает, арабы Аль-Араби, самоназвание группа народов, метаэтническая общность, предки арабов, племена Аравийского полуострова, у которых во второй половине второго тысячелетия до нашей эры, после одомашнивания верблюда, начал складываться хозяйственно-культурный тип кочевников, верблюдоводов, бедуинов. Первые североарабские государства первого тысячелетия до нашей эры начало новой эры не консолидировало племена Аравии в единый этнос. Это произошло только с появлением ислама и созданием арабского халифата в VII веке нашей эры. С началом завоеваний VII века этноним араб превращается в самоназвание аравийских племен, составивших средневековую арабскую народность. Понимаем, что затронутая нами тема весьма сложная, потому просим наших слушателей, читателей за обилие цитат, но не можем не приводить мнение тех специалистов, которые специально занимаются этим вопросом. И все же, в заключение, еще одна очень важная цитата к проблеме достоверности псевдородственничков. Немусульманские свидетельства, найденные в материалах на греческом, сирийском, армянском, иврите, арамейском и коптском. Это значит, копты в Египте они живут, христиане, которые сохранили свое христианство даже после завоевания музмахмадовских войск, и которые исламизировали весь Египет. Их называют копты. В коптском древний, чтобы понимали люди, о чем говорят. В коптском древнеегипетском, они говорят на древнеегипетском языке, кстати, языках. Мы имеем также большой массив арабских надписей, которые предшествуют мусульманской традиции. Все эти материалы по большей части противоречат тому, что говорит исламская традиция и Коран. Здесь Коран, археология и немусульманские источники. На английском это звучит так. The historical debate. В общем, избави Бог нас от таких навязанных нам по недоразумению родственников. На сегодня нет никаких научных, исторических, археологических и древних, ни арабских, ни мусульманских источников, где бы хоть в какой-то мере были подтверждения арабско-мусульманских притязаний на первородство. Выражаем вам всем, дорогие слушатели, подписчики, а также те нас будут слушать, огромную благодарность, а также соболезнования по поводу того, что на Тору, Танах, иудейскую создали патриархи еврейского народа, и Новый Завет христианства создали тоже не арабы. Все, на что арабы оказались способны, это арабы, значит, это Мухаммад, Мухаммад, и также все последователи Мухаммада. Все, на что арабы, зачитываю снова, чтобы понимали, чтобы осознавали вообще люди, все, на что арабы оказались способны, это переиначить Тору и христианскую Библию на свой лад без всяких новых идей. Да, исторические евреи и арабы оказались только соседями, не более того. Вот такая вот история. И после этого сейчас зачитаем суры и аят из Корана. И они говорят, что евреи произошли от обезьян. И на сегодня я уже закончу, потому что я уже не хочу вас больше томить, чтобы вы послушали. Кстати, эту статью мы выкладываем на печатном формате в ленту этого канала. Пожалуйста, кому интересно, читайте. Мы не скрываем. Мы ничего не скрываем, мы наоборот стараемся все донести как есть.
Так, сейчас считаем. Сур аят Корана, где говорится, что арабы, что это евреи станут обезьянами. После всего этого, вот что Музмаму придумал, когда они не согласились принять его сказку, что они произошли от Ишмаэля, сына Авраама, то он им сказал, Музмаму, сура, это звучит смешно после всего того, что мы зачитали, сура 2, аят 65, Аль-Бакара корова, 65 аят из 286. Вы знали тех из вас, которые нарушили субботу. Вы сказали им, будьте обезьянами презренными. Тафсир читать не буду, потому что там очень интересно, но пока мы уже как бы много всего зачитали, дали информацию, мы это оставим на потом. На этом я заканчиваю сегодня. Шунборкал бок дейрес кулиль, бях мобил вахулан. Баязер, сацдовой, шейн лах парат амелди куша, поркал дейрес кушан, дал я хабет, дал я туба. Дал Нисан der Zunge der wir noch chiran porra dochtil. Dal Nisan der Zunge der wir kachol. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar.